Мы с вами в банкетном салоне Ешеляда на 6-й крымско-татарской книжной ярмарке. Что у нас тут сегодня происходит, пойдем узнаем прямо сейчас. Со всеми познакомимся, все увидим. Поехали. Вот здесь сейчас, как вы сразу уже можете заметить, у нас огромная такая фотозона в виде книги. Здесь там наши спонсоры, логотип, Юнус Кандым, собственно, которому посвящен будет сегодня фильм «Вечер памяти». И вообще наша 6-я книжная ярмарка посвящена творчеству этого замечательного поэта и писателя. А здесь... Салям алейкум. Это имя Мустафаева и ансамбль «Филист». Да. Это какая уже ваша книжная ярмарка по счету? 6-я. Вы на каждой были? Конечно. Машалла, вот так и нужно. Без нас, и мы без вас. Правильно. Все, окей, фоткаемся. Ансамбль «Филис» сегодня подготовил номер. Они нам сегодня... Остановись. Филис? Имени Мустафаева. Имени Мустафаева. И ансамбль «Филис». Меня срочно поправил наш продюсер Гулизар Абликеримова. Этот номер готовился за 2 недели. Это авторская композиция, музыка имени Мустафаевой, аранжировщик ЭДМК. Энвер Каишев. Теперь я поправил ее. Селемесия Медляева писала слова, и за сутки ставился полноценный номер. Ансамбль «Рикет» там еще танцует. «Рикет», Зарина Синединова, Чемильчок, Сахолангас, Эмине Филис. В общем, должно быть круто. Ну, тогда ждем, скоро открытие и увидим этот замечательный номер. Мы пока пойдем дальше, посмотрим, что там. Поехали. И сразу нужно сказать о том, что вот наш стенд, наша точка Харадингас Продакшн. Мы, собственно, и организаторы этой книжной ярмарки, если кто-то не знал. И здесь представлена наша продукция, книги Алекса Гайворонского, Заремы Трасиновой, конечно же, Лилиханом Буджуровой. Вот такой вот веселый мерч, Пимпе, Дингильдай. Это персонажи одноименного YouTube-канала Дингильдай, который тоже можете посмотреть на YouTube. Вот участники нашего Дингильдая, да? Снимали Дингильдая? Да. Я видела ее в гримерке Пимпе. Где? В гримерке. Сама Пимпе в гримерке? Может, мы тоже сходим в гримерку, посмотрим, кто там? Там еще и балерина есть какая-то. Какая балерина? Я не знаю. Нет, там какая-то балерина была. Это у вас какая книжная ярмарка по счету? Да мы каждый раз ходим на книжную ярмарку. А вам сколько лет? 10. Мне, Ей 9, мне 10. мне скоро уже 10 будет. Скоро, да. Скоро. Как настроение? Нормально. Нормально? Давайте супер вы скажете. Ну ладно, супер. 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 Давайте в камеру покажем. Все, саунус. Еще раз напоминаю, стенд Харадингас Продакшн. У нас здесь. Едем дальше. Здесь дальше у нас один из наших неизменных друзей, спонсоров, сам Рустем Ага Дервиш с его замечательной продукцией. Это медная посуда, и, как мы видим, не только. Это Рустем Ага Чи. Алие Аман Керамик. Обратите внимание на текст. Яваш Кеткен Йол Алыр. Это наши крымско-татарские пословицы. Здесь, кстати, книги Йол Шаширма о нашем крымско-татарском национальном орнаменте. Авторство Эльвиры Османовой. Это уникальная книга. По Да. этой книге можно учиться. Она собрала и зафиксировала вот это вот наши швы. Более 60 швов. Это уникальная вещь. И она ее вовремя собрала в кучу, потому что информация была где-то там. А вот в одном месте, в одной книге ее не было. И вот она года 3 на это потратила. И теперь у нас есть вот такое учебное пособие, по которому можно просто учиться и восстановить крымское. То есть он уже не утерян. Вот он уже есть. И за что ей особая благодарность, это мой друг Эльвира Осман. Техника традиционной крымско-татарской вышивки. Название, Да. как делать. А вот мы также знаем, что вы подготовили какие-то очень красивые джезвелер в подарок нашим авторам. Да. Было такое? Покажете нам один чуть-чуть так? А у меня нету, я же отдал вашей организации, которые я тебе делал. У меня раз с руки выхватывали, я даже не видел, куда он уходил. Я понял. Хорошо, тогда мы обязательно увидим у наших... Рустем.
Обязательно. Хорошо. Так, что у нас еще представлено на вашем столе? Вот какие-то такие... Это чернильница? Ее можно использовать как чернильницу, но еще можно использовать как диффузор. Туда ставите флакончик с ароматом и палочки. Вау, я понял, я понял. Это хаве у вас тут Да, можно пить. конечно. Нужно пить. Вообще традиционно наш день начинается всегда с хаве у крымских татар, да? Поэтому мы попробуем? Мы попробуем. Хаве. Мне нравится вот стенд Рустама Дервиша. Здесь и интересно, еще и вкусно. А что это за хаве у вас? Это Индонезия Фринса. Индонезия Фринса, южная сторона острова Явы, Вау. где вызревает уникальный кофе. Очень... Как что Индонезия у нас? Ну-ка. Индонезия принца. Вкусовые нотки. Мускатный виноград и тропические фрукты. Ух Очень ты. яркие. Очень яркие. Нужно дать ему чуть-чуть остыть. Мгм. Давайте еще налью. Как Не-не-не-не-не. Чуть-чуть. Пусть Все, ладно, подостынет. сахалнус. Иначе О, вот эта чрезмерная температура. уже, знаете, реально какие-то такие нотки фруктовые чувствуются сразу. Вяленая вишня. Ну, для меня. В детстве мы в Узбекистане, там только поспевало все, потом сохла, жара. И на дерево, мы с дерева ели вишню, она была подвяленная. Вот ее вкус и запах. Ну, круто, круто. Сейчас температура чуть-чуть упадет, и этот кофе еще отдаст. Раскроется букет. Конечно. И вот эта температура чрезмерная не будет нам мешать чувствовать. Ну, аромат, я вам хочу сказать, очень приятный. Кофе точно. Саунус. О, Вот через 15-20 минут. Не нужно, кофе не требует спешки. Кофе это процесс. очень вкусно. Да. Очень вкусно. Сагулнус Рустем Ага за этот замечательный кофе. Действительно просто потрясающий букет. Фруктовый, такой слегка древесный даже какие-то нотки. Посуда, посмотрите, какая замечательная посуда. Красота. Это я собирал информацию много лет. Это крымско-татарская форма. Сегодня 3 человека в Крыму, которые следуют этим правилам. Делают джезве крымско-татарской формы. А скажите, пожалуйста, что это за интересный такой вот цвет, металл? Что это? Это патина. Это натуральная патина. Я часто патинирую свои изделия. Вот это искусственная патина. А это натуральная патина. То есть в процессе пользования изделием из меди, но постепенно покрывается, медь защищается, покрывается патиной, такой пленочкой очень прочной. И поэтому самые долговечные кровли считаются медными. Ну, это дорогая кровь, но очень долговечная. 100 лет гарантию дает производитель на кровлю. То есть там условия жесткие. А это мы дома пользуемся. Во-первых, это один из тех металлов, который имеет свой цвет, в отличие от многих, наряду с золотом. Вот. Ну, и Очень красивый. И свои меди мы как бы все знаем. Кто не знает, может в интернете почитать. В медицине используется и по сей день. Медь помогает лечению, заживлению ран. Обеззараживает воду наряду с серебром. Вот так вот. Рустем Ага, а вот это что за картиночки здесь такие интересные? Это открытки моего друга. Ага. Вот. Это она сама рисует. Зера Аблизизова? Да. Это работа Зеры Аблизизовой. Мне очень нравится этот стиль. Да. Он очень Она такой на стекле яркий. очень тонкими кисточками рисует. А, это на стекле? Да, нет. О. Это копии. На стекле там Все, понял. дорогая тема. Это чтобы людям было доступно. Будем двигаться дальше. И вот если мы сейчас развернемся, у нас тут будет стенд. Это кто? Терджиман? Это Терджиман. Ну, у нас тут супер широкая продукция представлена. У нас тут и крымско-татарская кухня, и словари, и для детей разнообразные всякие журналы, элифбе.
сказки. Книга «Дерекой», презентацию, которую мы делали, моего друга Беляла Сулеймана. Можно, пожалуйста? Сагулнус. Вот эта книга будет сегодня представлена «Веселе Менусман. Аярых Бургиджеса». Эта книга будет сегодня представлена на ярмарке. Это новая книга. Так, что у нас еще из нового? Ну вот «Дерекой». Вот, кстати, Иса Абдураман, Мухаддес Мирас. Вот эта книга. И, конечно же, вот рядом Юнус Канды. Напоминаю, что сегодняшний вечер будет посвящен поэту-писателю Юнусу Кандыму. Вот, собственно, и его книга. Бишуй. Вот эта книга тоже, по-моему, сегодня будет одна из новых. Эмиль Амид на фоне 20 века Шевкета Кишвединова. Представитель Тарджимана сейчас немножко заняты, но мы к ним обязательно вернемся. А давайте посмотрим на эту замечательную инсталляцию. Как вы думаете, что она означает? Напишите в комментариях свои варианты. Я выскажу свой. Мне кажется, что книга в сердце и книга в голове. Но если это род, то книга обогащает наш словарный запас. Наверное, так можно подумать. Интересная инсталляция. И вообще мне очень нравится сегодня оформление зала. Мы как будто в таком небольшом волшебном городке, посвященном книге, оказались. Флажки везде вокруг, шарики. Очень круто. Давайте вернемся немножко назад и пообщаемся с нашими аниматорами из «Поля чудес». Посмотрите, какой кот. Селям алейкум. Не знаю, слышно ли тебя. Как настроение, поделись? Отлично. Супер, Сагул. Немножко приглушенно, но я слышу радостные нотки все-таки в твоем голосе. Какая ярмарка это по счету для тебя? Первая. Первая? О, добро пожаловать. Все, хорошего дня. Спасибо вам. А это, конечно же, Пимпе. Хош келдіңіз бозым қырымтар китап ярмаркасына. Машалла, Пимпе. Это для тебя какая ярмарка уже по счету? 6-ші. Машалла, с первой и каждая ярмарка с нами, Пимпе. Космет Алса сегодня будет очень-очень много. Для меня лично интересно, потому что сначала мы будем играть с детками, Так. после будет очень интересная постановка, в которой мы участвуем с Алимаган. Мы вдвоем, кстати. Мы вдвоем, да. Мы увидим немножечко в новом амплуа нас. Вот, надеюсь, что это будет очень интересно. Это тоже. Позже я буду организовывать концерт вечерний. Так что сегодня у меня очень плодотворный день. Главный организатор вечернего концерта Айше Мустафаева / Пимпе. Ну что ж, посмотрим. Вот много интересного пообещала нам Айше. Давайте увидим потом. Потом посмотрим на это. Так, у нас там уже берут интервью у организаторов нашей крымско-татарской ярмарки. Это, конечно же, руководители Харадингас Продакшн Лилия Ханум Буджурова и Эльзара Ханум Ислямова. И журнал Ненкиджан и банкетный салон Ешеляда. Салям алейкум. Уже 6-я по счету крымско-татарская ярмарка. Супер! Это, я считаю, огромное достижение. Поделитесь, пожалуйста, своими ожиданиями на сегодняшний день и воспоминаниями, может быть, о прошлых ярмарках. Наши предыдущие ярмарки проходили всегда с неизменным успехом. А главный для нас измеритель успеха – это настроение людей. И видя, как люди улыбаются, видя, как люди листают еще пахнущие типографской краской страницы новых книг, всегда радуешься, потому что мы еще раз говорим сами себе и всему миру, что мы не просто культурная, развивающая, но мы до сих пор, несмотря на поколение выросших гаджетов, мы читающий народ. А у читающего народа все всегда впереди. Ну, вы знаете, мы, делая такой праздник для книги, мы обращаем огромное внимание у нашего народа, разной возрастной группы. А что же такого в книге, что вот мы делаем, вот такую честь оказываем? Пытаемся обратить на это внимание. Неважно, книга в какой форме, там, бумажной или это в какой-то видео, там, в аудиоформате.
Просто мы должны понимать огромную ценность, что книга — это хранилище наших знаний во всем мире, и в том числе о нашем этносе. И так мы можем себя через книги себя познать. Вот наши родители и из поколения в поколение всегда старались, чтобы мы были сознательными, были образованными, были конкурентоспособным народом. И именно проводником этого является книга. Вот. Поэтому мы делаем такой масштабный праздник, и каждым годом этот успех подтверждается тем, что все больше и больше людей приходит. В прошлом году было 6 тысяч на дневной части, вечером более 2000 на концерте собралось. Посмотрим, что будет в этом году. Сагулнус. Корышкенди, у нас начинается уже гимн ярмарки, о котором мы уже говорили. Пойдемте послушаем. Что ж, Дуслар, вот такой вот очень классный, зажигательный, светлый гимн получился у нашей ярмарки. И ярмарка, наша 6-я крымско-татарская книжная ярмарка, официально считается открытой. Добро пожаловать! Один из организаторов сегодняшней ярмарки — журнал Ненкиджан. Селям алейкум. Хотим познакомиться с вашей продукцией. Что у вас сегодня представлено? Журналы, конечно же. Зера Ханум, а из самых новых книг у вас что представлено сегодня? Яңгы китаплардан Набу Уйкен Несел Идрис Асанинның китабы. Гимн. Ну что ж, вот и гимн прошел. Давайте едем дальше. Хочу вернуться к Зере Ханум Бекировой и задать ей несколько вопросов. Какая ваша любимая крымско-татарская книга, крымско-татарского автора? О, оле зор суал. Менде оле суал yok. Mesele yok. Bir kitabını sevem de birisini değil. Hepsi kitaplarını sevem. Hepsi kitapların özünün ayrıca bir kıymeti var, emniyeti var. Ama belki de en sevimli var. En sevimli. En sevimli kitabım bunda mı ya da nasıl? Yok, aslında. Aslında Şamil Aladin'in İblisin Ziyafetine Davet. Kırım Tatar tilinde okuyan ilk kitabım ve o kitap ömürlük benim aklımda kaldı. Çünkü ben o kitabını okup bir söz anlamadım anda.
Çünkü men rus mektabında okudum, Rus filologiyasını bitirdim. Onun için men Kırım tatar tilini tek evde şivede bileydim, çöl şivesinde. Ve onun için men bir kitap, defter alıp, defterge bütün bilmegen sözlerimi yazıp aldım. У нас тут, кстати, книга Терджимелер Шакира Селима, которому тоже была посвящена одна из наших крымско-татарских ярмарок. Она у нас лежит на YouTube-канале, трансляция этой ярмарки. Если интересно, можете ее посмотреть. Мы двигаемся дальше. У нас тут магазин Хазине представил также свою продукцию. И у нас здесь тоже видим широчайший выбор. У нас здесь фески. Халпахи, флаги, шарфы, кепки, снэпбеки даже есть, ничего себе. Энциклопедии детские, Сирана Усеинова. Круто. О, там очень красивая книга Алтын Алма, Золотое яблоко. Селям алейкум. Можете немножко рассказать о своей продукции, поделиться, что у нас сегодня представлено от магазина Хазине? Біздер вақыт кебе бізде олған ең оле популяр китапларны кетіреміз ярмалыққа. Ондан да ғайры бүгін тақдим етілечек китапларны да біз кетірдік. Мында М. Хаджи Герай, Жилище крымских татар, Юнус хандың ве баша китаплары да бар. Истегенлер керіп, бақып, ала білелер. Кстати, конкретно вот эту книжку я, наверное, себе приобрету. Потому что, если вы не знаете, я еще и ведущий кулинарного шоу «Крым Татар и Меклеры» на нашем канале Crimean Tatars Club. Подпишитесь, кстати, на него, если не подписаны. Вот. Очень интересная книга Ибадлаев Рустем. Вот. Буду знакомиться с новыми рецептами нашей национальной кухни. Так. Вот еще раз книга Веселемен Усман. Напоминаю, тоже будет представлена сегодня на ярмарке. Вот это, по-моему, исторический роман Алима Медата Хаджи Герай. Да, тоже будет сегодня представлен на нашей ярмарке. Жилище крымских татар. Мы продолжаем вас знакомить с нашими гостями и участниками ярмарки. И, конечно же, это, как всегда, один из наших постоянных участников, издательский дом Арманчик. И вот Осман Бей. Он пока занят. Мы пока посмотрим на продукцию, что тут представлено. Здесь супер яркие, очень интересные детские книги, энциклопедии, журналы, может быть даже раскраски, не знаю. Словарь Сирана Усеинова. По-моему, это новое издание, его представлял мой друг, наш звукорежиссер Кемал Усеинов. Кстати, он сегодня также выступил режиссером фильма о Юнусе Кандыме. Этот фильм мы сегодня увидим на вечере памяти, так что не пропустите. На эту сторону вернемся. Хочу посмотреть вот эта зона сильно занята людьми. Что там? Здесь бренд Хараби Бер. Селям алейкум. Здесь... Так, а рядом с вами кто? Хазине. Это все еще Хазине. Вот с этой стороны. Давайте мы закончим про Хазине. Что у них представлены еще брелки. Вот такие интересные. Пойдем поближе. Покажите, пожалуйста. Вот такие, посмотрите, что за... чебуреки. Не знаю, кощунственно, наверное, будет резать чебуреки этими чебуреками. Просто произведение искусства. Вот такие ленточки замечательные. Магнитики. Ручки. Блокноты. В общем, Хазине, как всегда, представил широчайший ассортимент крымско-татарской продукции, что очень важно. И Хараби Бер. Давайте я вам по секрету скажу, один из моих любимых брендов крымско-татарских. Так, у нас тут биберинки. Меня просто приводит в восторг название
Биберинки. Ну, классно, стильно, супер. Что это такое? Если кто не знает, это вот такие вот кольца. Из бисера. Посмотрите, какая красота. Анашке, сестре, жене любимой, всем я взял по биберинке. Обязательно футболки вот такие замечательные. Кырым меным, кырым сенин, кырым бызымдыр. Юнус Кандым, которому посвящена наша сегодняшняя ярмарка. Кстати. Это вы делали совместно с Эльзарой Сейдаметовой. Конечно. Хатидже. Она выступила как... Хатидже Кандым сама подбирала цитаты под каждый... цитата отца. Да, Хатидже — это дочь Юнуса Кандыма. Вот. Мы еще к вам вернемся. Обязательно. Харабибер. Саундс. Так. Это режиссер Харадингас Продакшн Давер Дваджиев. Они тоже заняты. Они снимают красивый сюжет. Мы снимаем просто сюжет, а они снимают красивый сюжет, который вы увидите на нашем канале, на который я вас призываю в очередной раз подписаться. Не забудьте сделать это, окей? Салям алейкум. Алейкум салям. Ну что ж, какая это ярмарка для вас по счету? 6-я. Я посетила все ярмарки, которые проводил Харадинис Продакшн. В этом году я в роли фотографа. Бие работала Да. в Харадинис Продакшн, а сейчас она Сейчас я в вольном плавании. свободный художник, Свободный художник. свободный фотограф. Фотограф. Вот. Еханом замечательный режиссер. Также фильм, который вы можете посмотреть, как он назывался, «Васиет». Васиет, да. Да. Фильм, посвященный депортации. Да, он вышел в этом году, 18 мая. Если хотите, можете посмотреть на канале Карамян Татарс в Ютубе. Фильм очень интересный. Очень рекомендую. Очень интересный. Салям алейкум. Насылсыңыз. Вы тоже частый гость на наших ярмарках. Какая это для вас ярмарка по счету? 6-я, машалла. Вот так нужно. Какие у вас воспоминания о прошлых ярмарках? Какие ожидания от этой? Воспоминания только самые теплые, приятные. Начиная с первой, это всегда был такой праздник, был такой взрыв эмоций, даже не знаю, как это описать словами. Очень, очень хорошо помню самую первую ярмарку. И, конечно, каждая последующая, она всегда поднимает планку выше. И надеюсь, что так и будет и дальше. Цаунс, вы уже приобрели себе какую-нибудь книгу? Да, и не одну. Ох, машалла, вот это гость, я понимаю. Покажите, пожалуйста, какие книги вы приобрели себе сегодня. Это Так. Чингиз Дарджи. О, мне очень нравится, кстати, Чингиз Дарджи. Еще бы хотел показать. Давайте я помогу вам. Подержу. И вот это тоже. Так. А вы будете рассказывать, показывать нам, что вы приобрели себе? Очень дорогая книга для меня. Это всегда книга Зиры Ханум Бекировой. Она мне ее даже подписала. У меня есть, по крайней мере, то, что я нахожу, все у меня уже есть. Всегда беру ее книги. Очень Почему вам так важны книги Зиры Ханум? Мне очень нравится, как она пишет. Очень ценные ее исследования в области людей, которые остались в депортации и не смогли вернуться, остались за пределами Крыма. Вот эта ее деятельность, она очень важна и нужна. И я очень люблю это читать, и это всегда интересно. И, конечно же, она, как носитель языка, это просто неисчерпаемый источник. Пример. Да. Журналы Нинки Джан, Атлас Крыма, Тимур Пулатов, его
книга. Шевкета Кишвединова новая книга вышла. Эмиль Амид. Эмиль Амид. Шакир А, «Каленым железом». Это пьеса, кстати, Шевкета Кишвединова. Дневники Усеина Баданинского. Ух ты, вот это да. Мне еще обещали первый том найти. Это тоже очень интересно. А это где вы, на каком стенде нашли? У Терджимана. Ага. Супер, чок саунус для вербей. Келенес, мы рады видеть вас на каждой ярмарке саунус. Вот так вот нужно, достлар, прийти на книжную ярмарку и купить себе огромное количество книг наших крымско-татарских авторов. Тем самым вы поддерживаете авторов, поддерживаете нашу культуру. Для вербей пример. Двигаемся дальше. У нас как раз авторы книг сейчас приглашаются на сцену, чтобы поделиться историей создания книги, которую они сегодня представляют на ярмарке. Цикл стихотворений, посвященных о чем говорят животные. Айванлар, не Айталар. О чем говорят животные? Сейчас. Селям алейкум. Селям алейкум. Так. Ну, как настроение? Все нормально. Все нормально. Хороших эмоций, настроения, позитива, Угу. общения с людьми. О, это, кстати, правильно, общение. Это одна из причин, почему проходят наши крымско-татарские ярмарки. Мы общаемся между собой, узнаем что-то новое, знакомимся с интересными людьми. Да? Двигаемся дальше, сходим вниз, посмотрим, что там. Там у нас должны быть кейтеринги, одно из любимых моих мест. Пойдем. А вот и первый кейтеринг. Селям алейкум. Здесь, я так понимаю, у нас Ешряда, кейтеринг, да, зона. Что у нас тут сегодня представлено? Наполеон. Так. Булка круассан и эклеры. Что-нибудь с мясом есть? Нет, у нас с мясом нет. С мясом на улице Ага. будет, да. Хорошо. Ближе к обеду будет там тоже люля. Неплохо. Тогда мы вернемся к вам чуть попозже за десертом. Все, хорошо, приходите. Саус, обязательно, обязательно. Вот тут музыка, шап-шап, Дингильдай наш, любимый мой, и мой тоже Дингильдай. Пойдем потанцуем вместе. Это поле чудес, конечно же, и наша потрясающая Пимпе специально для наших деток устраивают игры, разнообразные активности. У нас здесь аквагрим, по-моему. Это аквагрим, да? Да. Ага, супер. Надолго он? Нет. Сам аквагрим, он может весь день сейчас. Ага. Мне нарисуйте потом тоже что-нибудь. Хорошо. Хорошо, но чуть-чуть попозже вернемся. Здесь у нас... Что у нас здесь? Мыльные пузыри, чупа-чупсы, сладости и... Что это такое? Слайм. Что бы это ни значило. Я чуть-чуть перерос тот возраст, когда я разбирался, поэтому не знаю, что такое слайм, но мы потом вернемся, когда ты станет чуть-чуть потише, и обязательно всех расспросим. Ay maşallah, şap yapamaz. Oyun baktığını çok. Eposa geledir zaman şirkecek. Şap şap, şap yap. А здесь у нас вот такой батут. Не знаю, пустит ли меня туда. Мне очень хочется, но вряд ли, наверное, вряд ли. Вот у нас еще несколько интересных людей. Пойдем посмотрим на них. Мамед Хархара и Белял Сулейман. Беляла Сулеймана я уже упоминал. Это автор той самой книги «Дирикой». Мамед Хархара – это солист ансамбля Харам. Просто вот. Достар, какая для вас эта ярмарка по счету? 6-я. Машалла, правильный ответ. Добро.
Белял. Аналогично 6-я. Как впечатление, как настроение? Настроение прекрасно. Супер. Аналогично. Белял, хочет сказать. Саулас, отлично, позитивно. Красиво сделано для детей. Я уже видел, как твою книгу купили 2 раза. Это только начало дня, ее уже 2 раза купили. Ты представляешь, какой... Это ты, Машала, какой вклад ты делаешь в нашу культуру. Савол, Белял. Савол. Корушкенджи, да, с тобой на вечернем концерте увидимся. Достар, мне разрешили залезть на батут. Пойдем, посмотрим, что там, как там. Последний раз я на батуте был, когда мне было лет 10, наверное. То есть, много лет прошло, в общем. Поехали, попрыгаем. Ух ты, Селям. Как дела? Хорошо. Супер. Нравится все? Какая это по счету ярмарка для тебя? 10 из 10. 10 из 10? Но сейчас все нравится? Супер. Книжки читаешь? Да. Какую книжку читал последний раз? Про звезды. Про звезды? Машалла. А про космос или просто... Про космос. Ага. Кто твой любимый артист крымско-татарский? Есть такой? Мой папа. Твой папа? А кто твой папа? Раван. Диджей Бибек? Тогда понятно. Окей. Ладно, хорошего дня. Пойду попрыгаю на батуте. Ну что, как дела? Норм. Какая это ярмарка для тебя по счету? Не знаю, 5. 5-я уже? Да. Книжки читаешь? Читаю. Какая любимая? 2. Стой на месте. 2. Какая? Чебурашка и... Как там еще? И Гена. Не. Нет? Чебурашка, первая книга. Так. И Чиполлино. Ну, это неплохой выбор. Почему? Я тоже в ее возрасте наверняка увлекался чем-то подобным. Чиполлино это про жизнь. Чиполлино про жизнь? Да. Про какую жизнь? Это овощи только в виде жизни. Только вместо человеков они овощи. Здесь вот такая уютная зона. Можно в теньке приобрести что-нибудь перекусить. Пойдемте попробуем. Так, вот здесь я вижу, у нас уже что-то с мясом, наверное, да? Вместе с нами с праздником самса. Традиционная самса наша вкуснейшая, с говядиной и с курицей. Это синабоны. Синабоны. С чем? Это творожный крем, очень вкусный, это наша новинка. Ну, эклеры представлять не надо. Наши эклеры и наш Наполеон, это вообще, наверное, визитная карточка из Шеляда. Так, а здесь вода, что? Это круассаны, они с миндальным лепестком, да, и с клубничным топиком. Ага. Кофе и чай, да? Пожалуйста. Все, супер. Кейтеринг с едой от Ешеляда, очередной, но здесь уже, видите, немножко более широкая продукция. Здесь у нас, идем дальше, посмотрим уже всю территорию, что тут происходит. Здесь пока немного людей, но вот мы видим, что здесь установлен экран для всех, кто хочет посмотреть ярмарку здесь, сидя на улице. Например, приобретя кофе у Кавабанги. Мы сейчас на территории Кавабанги. Открылись они здесь совсем недавно. Привет! Так, у вас тут что сегодня? Какие напитки в основном? Капучино, американо и мохито. Все. Ну, в принципе, неплохой выбор. Все, что нужно, я думаю, все хватит. Как у вас настроение? Прекрасно. Это для вас первая ярмарка, да? Вот это да. Вот это да, вот это я понимаю. Так, вы тут весь день с вечерним концертом тоже, да? Да. Супер, тогда мы с вами еще тоже неоднократно увидимся. Хорошего дня! Ну, я думаю, вечером здесь будет значительно больше людей, потому как, напоминаю, вечером вас ждет концерт звезд крымско-татарской эстрады. Здесь у нас сцена готовится. Вот она.
огромная, красивая, технологичная, что тоже очень важно. Сегодня более 20 звезд будет выступать на этой сцене. Вот такой вот круг мы сделали вокруг всего банкетного салона Ешеляда. И уже видим здесь вот такой вот прикольный круг с логотипом нашего YouTube-канала. Я вам напоминаю, что Харадингс Продакшн и Краймен Татарс это то же самое. Просто Харадингс Продакшн это продакшн, это люди, которые делают продукт, а наш продукт и YouTube-канал называется Краймен Татарс. Вокруг этой арочки красивой можно сфоткаться. Что-то типа такого. Здесь у нас представлена продукция бренда Каве. Правильно? У нас здесь кофе, сладости, потрясающая книга Той Севги Арфесе, которая должна быть в доме каждого крымского татарина, я так считаю. Расскажите, пожалуйста, немножко, что у вас представлено сегодня, как у вас впечатления, эмоции? Впечатления, как всегда, очень яркие. Очень здоровское мероприятие, на самом деле. Мы сегодня представляем нашу книгу уникальную Той Севги Арфеса. И кофе – неотъемлемый атрибут в доме каждого крымского татарина. Все верно. Это какая для вас ярмарка уже по счету? 6-я. Мы Машалла. приезжаем каждый год. И это правильный ответ. На вечерний концерт тоже будете? Конечно. Все, тогда мы еще к вам вернемся. За кофе. Обязательно. Сау у нас. А здесь у нас бренд Dev, футболку которого, кстати, вы видите на мне. Да, вот такой вот классный принт. Китап, книга. А вот у нас и сам Тимурбей. Сегодня тоже здесь. Тимурбей, салям алейкум. Бренд Dev. Вот он, собственной персоной здесь. Тимурбей, это для вас какая ярмарка по счету? Вторая, мне кажется. Вторая? Так, вторая. Тимурбей... Мы просто настолько часто везде мелькаем, что кажется... Просто Тимурбей длительное время был в Германии, да, по-моему? Да, там жил, работал, и корона расставила все на свои места. Теперь мы дома. Коронавирус мы имеем в виду, а не корона, если кто. Вот, бренд Dev двигается какими-то сумасшедшими темпами вперед. Мне очень нравится, признаюсь, я тоже себе приобрел несколько футболок. Это вообще потрясающе, просто Сагл, супер. Какие у вас эмоции, впечатления? Эмоции, ну, просто если сказать положительные, да, там это ничего не сказать. У нас большая миссия, и мы стремимся ее выполнить в ближайшее время. Поэтому нет времени бездействовать. Правильно, добро. Я видел, вы подготовили специально для ярмарки, да, несколько футболок с принтами какими-то. Да, это как очередной вызов для нас был. В кратчайшие сроки что-то разработать, подготовить. В этом плане нам помогла библиотека Исмаила Гаспинского. Там поковыряв архивы, литературы, сотрудники помогли, показали много интересных материалов, которые можно было переработать и интерпретировать в принтере. Одна из них на мне, это как раньше на арабском, на арабско-крымско-татарском писалась газета «Терджман». Газета Исмаила Гаспринского, «Терджман», переводчик, да. Гаспринского, да. И мы благополучно в спешке сделали ошибку. Ну супер футболки, честно говоря, мне реально очень нравится. Мы стараемся. А еще там была какая-то футболка? Футболок мы подготовили много. О, сейчас да, вот. Работаем. У нас в команде появилась девушка. На этот раз уже, скажем, не только мы, а тестируем наших будущих сотрудников, дизайнеров, которые будут разработать. И разработали нам один из таких принтов. Мне очень понравился. С таким... Сенин üçün dünya aylanıp başlar. То есть... Через книгу, ну, скажем, не через телефоны, через книги, развивая детей, они действительно, для них вся планета будет кружиться. Потому что когда ты начитан, развит, когда дети... Ну, это самый лучший бэкграунд, который можно дать детям, да? Хотя я всех родителей понимаю, когда он кричит, проще дать телефон.
Вот такой вот супер посыл от Тимурбея. Сау у нас. У нас тут Эльвира Ханум, руководитель студии детского праздника «Поле чудес», постоянный партнер наших праздников. Эльвира Ханум, салям алейкум. Поделитесь, пожалуйста, эмоции относительно того, что какие вот вы дарите все время нашим детям такие замечательные эмоции. Что вы при этом чувствуете? Для нас очень важно, чтобы на мероприятиях, где есть детки, им было максимально интересно, максимально комфортно. И, конечно же, на ярмарке сегодня будут представлены различные сказочные герои, будут мыльные пузыри, будут игры, подарки и много чего интересного. Мы стараемся для наших деток всегда. Ну что ж, мы познакомили вас с тем, что происходит на улице. Давайте вернемся наверх. У меня тут мыльные пузыри остались, да? Вот так. Зато и голову помыл. Хорошо. Возвращаемся наверх. Посмотрим, что там происходит. Иса Исмаилов. Салям алейкум. Алейкум салям. Это для вас какая ярмарка по счету? Это для меня первая. Машаллах, когда-то надо было начинать. Ага. Как впечатление, как эмоции? Бомба. Вот я как раз хотел снять сторис с одного яркого момента, как выступает Филис, и остановился, чтобы сказать, действительно классный уровень. У вас сюда даже шейхи, арабы пришли, ты посмотри на них, вот, пожалуйста. Ого, мы сейчас придем к шейхам. Я думаю, надо у них по-любому взять. Хорошо. Хабиби Нурелай. Я не понимаю. Это для вас какая ярмарка по счету? По счету, на самом деле, это первая. Я специально прилетел из Дубая на эту ярмарку, потому что знал, какой уровень здесь будет. Какой уровень? Очень высокий. На самом деле, даже в Дубае, в Эмиратах нет такого уровня. И книги здесь намного интереснее. Я вот посмотрел несколько экземпляров. Книги просто на очень высоком уровне. Какие вам запомнились? Первая книга. И вторая. Все. Супер, Саголнус. Это был Ришат Алиев. Ришат Алиев, да. Салям алейкум. Это IQ Меркизы, да? Это они. Вот IQ Меркизы. Какая это ярмарка для вас по счету? Birinci, pek meraklı kitaplar, pek meraklı siz programını hazırladınız. Evet, pek dilber çok sağ olun. Siz şimdi aldınız uzun kitabınızı? Da bakalım, bunu isteyim. IQ Merkezi'nin oyunu ben okurum, pek meraklı bana idi. Onun için onu birinci satmaya isteyim. Sonra Armançık'ta bir kitapçıklar, çünkü biz Balabakça'da çalışıyoruz. Onun için bizge böyle ensiklopediyalar, meraklı kitaplar da çoklaşsın. Агам, это автор книги «Албат кою этегинде Бурулхая». Бурулхая этегинде Албат кою. Doğru. Şimdi kitap Vatan Kırım Millet Vatan Devlet kitabı olacak şimdi презентациясы. Şiirler жиынтыгы. Машалла sizge. Какую-нибудь книгу уже себе приобрели на этой ярмарке, Агам? Пока нет, только подошел. Только подошли. Яхши, тогда все. Курышкенди. Наконец-то Усман Бей свободен. И он нас чуть-чуть познакомит с тем, что представил сегодня издательский дом Арманчук. Правильно? А может быть, все-таки Иди Ханум попробуйте? Вы тоже свободны уже, Иди Ханум. 4 tane yana kitaplar çıktı. Vatanım Kırım, bu Armançık'ın sandığından degen. Ne hakkında? Örnek sırları. Bu bizim yok, bu kısa malumat bizim timsaller ya, наши символы какие существуют. Ve onların resimleri böyle var. Ve örnek sırları degen böyle kitap. Çünkü biz örnekleri bilemiz ama onların manalarını bilmeyik ya. Bu nasıl manalar ve aplikasya o örnekler de milli örnekler var. Ve evet buna bu bilmege isteyen bu yana kitap. Bu başlangıç sınıf talebelerge ve
bu bir yıllık bizim işimizdir, bir takımımızın işimi. Ve Pek bir kitap, ben onu okudum. Pek Faydalı. Faydalı. Birinciden. Birinciden faydalı dep umut etemiz. Ve elbette bugün Armançık'a da abone olmağım mümkün. Böyle bizde Armançık'ın eski sanıları da satılan. Ve böyle hoş geldiniz demek. Geliniz. Какая по счету ярмарка для вас? Altıncı. Altıncı. Her yıl biz iştirak ettiğimiz, koltuktayız ve elbette teşebbüsçilere çok minnettarlık. Çünkü böyle bize imkan verirler bunda iştirak etmeye. Siz de çok sağ olun. Вы впервые на Крымско-Татарской книжной ярмарке? Да. Как вам? Очень нравится. Ага. Для детей вот весело, вот с племянником пришли, с сестренкой. Супер. Очень нравится. Какую-то книгу уже присмотрели себе? Пока нет, вот только собираемся пройтись. посмотреть. Машалла, сизге. Про вечерний концерт вы знаете? Да, знаем, Косметолса планируем пройти. Машалла, саунс. Хорошего дня. Вы впервые на книжной ярмарке? Каждый год приходим. Каждый год? Машалла, сизге. Какую-то книгу уже приобрели сегодня? Я принес свои книги. О, какую? Сборник цветных Ага. орнаментов моих. Я художник. Ага. Вау. Рустем Ваб. Тылсымны Орниклер. Вот так вот. Машалла, сизге. Какие впечатления от ярмарки? Да, нет, великолепно. С каждым годом все лучше и лучше. В прошлый год вообще фантастика была. Люди- Была некая фантастика, да? Да, фантастика, да. Да, но пытались эту ярмарку прервать. Нет, Наши ладно. недруги, да. Но, наоборот, еще больше людей собралось. И допоздна, до 10 часов, по-моему, если не ошибаюсь, концерт, праздник продолжался. Машалла, сизге. Вы с нами сегодня тоже до конца, до победного будете? Да, 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 насколько сил хватит. Машалла, сизге. Сагон, Сержкент. Лилия Ханум Буджурова сейчас рассказывает о том, как она выступила редактором книги Алекса Гайворонского, которого уже, к сожалению, нет с нами. Эта книга называется «Память Крыма», о культовых мусульманских памятниках Крыма. Сюжет об этой книге вы можете увидеть на нашем YouTube-канале. И потрясающий фильм об Алексе Гайворонском тоже можете увидеть на нашем YouTube-канале. Но для этого нужно подписаться и не пропускать все наши видео. Вот, мы идем проверять, начался ли уже конкурс, детский конкурс Айле Дигерликлера Ярышысы. Он 11, уже больше, чем 11, правильно? Уже идет. Пойдемте посмотрим. Это дети рассказывают о семьях своих, об истории своей семьи. Я, насколько понял это, вот ты видел, как она говорила? Уверенно, чисто, на родном, машалла. Вот это да. Ну, мы вернемся, да, пойдем. Мы еще вернемся к этому конкурсу и поговорим о нем более подробно. Но уже впечатляет такая атмосфера, и девочка молодец. Здесь кафе Кавабанга. Давайте туда тоже зайдем, посмотрим, что там. У нас тут эклеры, чизкейки, тортики, ну, все как вы любите. Огромное количество самых разнообразных напитков, от классических кофе, чаи, авторские, холодные, травяные, фруктовые, фреши, лимонады, коктейли. В общем, круто. Выходим. И здесь нас встречает детская площадка. Еще одна. Помимо батутов, помимо мыльных пузырей, аквагримов и всего прочего, здесь еще и вот такая супер красивая площадка от самой Кавабанги. Селям алейкум. Как тебя зовут? Абдурахман. Как? Абдурахман. Абдурахман. Сколько тебе лет, Абдурахман? 4. 4? Машалла. Нравится тебе здесь? А что ты уже успел посмотреть, попробовать? Успел посмотреть Да. дети. А? Дети. Дети? Ну, детей здесь много. А на батуте вон там прыгал? Нет. А там мыльные пузыри, аквагрим, всякие разные сладости, вкусности. Там не был?
Не. Ну, сходи посмотри. Ты многое пропускаешь. Вон там, вон там. Салям алейкум. Как дела? Нормально. Как зовут? Мирьям. Мирьям. Ты впервые на крымско-татарской Ты впервые на крымско-татарской книжной ярмарке? Нет, вот 4-й год. 4-й год. Машалла. Какие впечатления? Впечатление, ну, крымско-татарская ярмарка, ну, очень интересная. Здесь очень много классных, крутых наших книг, которые можно купить, прочитать, вот, и вспомнить нашу литературу. Ты себе что-то присмотрела уже? Ну, пока что нет, надо искать, да, надо искать. Пока просто тусуемся. Пока просто, да. Тогда едем дальше. Корушкень. Это, кстати, ну ладно, давайте мы расскажем. Это же дочь Леноры Дюльбер, правильно? Прозвучала брендовая фраза Леноры Ханум «Горушкенди». Вот. Да, Правильно точно. я сказал? Я, да. Я. Еще... Надо было тогда вначале. Давай пародию небольшую. Давайте. Селям алейкум, достлар. С вами я, Мирьям Дюльбер, и сегодня я на книжной ярмарке, на крымско-татарской книжной ярмарке. Это моя пятая, точнее, да. Пятый год я сюда хожу, и это просто... Господи. Собственно, здесь, именно на книжной ярмарке, мы можем повстречать очень много классных, крутых наших книг, которые мы можем прочитать, вспомнить нашу литературу. И вот. С вами была Мирьям. С вами была Мирьям Дюльбер, Горушкенчес. Все, было, четко. Едем дальше. Сагул. Как вы видите, скоро у нас тут вынесут торт. Огромный торт, который приготовили для наших детишек, для всех гостей ярмарки. Буквально несколько мгновений, я думаю, мы дождемся торта. Наверное, торт такой же большой. Все в ожидании, и вот вся наша команда тоже стоит, честно ждет торта. Я надеюсь попробовать его. Выглядит потому что аппетитно очень. Айлин! Я не буду брать интервью, я тебе торт дам. Ага, попалась. Ну? Как дела, как настроение? Нормально. Все хорошо? Да. Нравится тебе все? Да. Торт будешь пробовать? Да. Со мной поделишься? Нет. Вот так. Так, вилочку. Пойдем, Айлин. Сейчас принесут вилочки, попробуем тортик. Не уходи далеко, пожалуйста. Попробуешь, поделишься своими впечатлениями, хорошо? Эрнест Бей? Ну, Советую пробовать. советуешь попробовать? Окей, сейчас мы, может быть, дождемся. Если все детки получат, то мы тоже, может быть, дождемся и попробуем. Вкусно? Да. Судя по довольному лицу, наверное, реально очень вкусно. Вот, это, кстати, наши Архадаш Генч, наши волонтеры, наши главные помощники. Вот они, в таких замечательных футболочках. Как вас зовут? Амитхан. Осман. Алан. Это какая ярмарка для вас? Уже вторая. Уже вторая. Машалла. Нравится все? Конечно. Не тяжело? Ну, как сказать, временами как есть, тяжело. скажи. Да. Когда? Временами? Какими Тяжело. временами? С тяжелыми. Ага, все, хорошо. батутах. На батутах? На батутах. Почему? Дети бешеные какие-то. О, ну так они просто радуются сильно. Ну да, сильно они какие-то... Слишком сильно, да, радуются? Очень радуются сильно. Так это потому, что день хороший. Это очень хорошо на самом деле. Супер. Книги читаете, книги любите? Да, Конечно. Какую последнюю книгу читали? Точно не помню. Вроде бы Хоббит, история Хоббита. Ага. Маленький принц. Симпсоны. Книгу читал или мультик смотрел? Смотрел, читал книгу.
И Гарри Поттера читал. Ну и Гарри Поттер. Ты, кстати, похож на Гарри Поттера чем-то. Что-то есть, не знаю что, но есть. Поднимитесь наверх, выберите себе по крымско-татарской книге, Балар. Сау олыңыз за помощь. Хорошего дня. Аштат болсын. Аш олсын. Оп, бағышлаңыз. Напоминаем вам, что организаторами этого чудесного дня являются Харадинас Продакшн, Нанкиджан и Еширяда. Мы пока двигаемся дальше, вернемся наверх, посмотрим, что там происходит. Идем. Но по ощущениям чувство такое, что людей раза в 2 больше, чем было. Салям алейкум. А это вы сейчас приобрели? Да. Словарь Сиранбея Усейнова. Сираха Усейнова. Пожалуйста. Цаолнус. За то, что приобретаете наши крымско-татарские книги. Цаолнус. Ох. Ну, меня радует, что возле каждого стола огромное количество людей. Это значит, что как минимум книги приобретаются. Это очень хорошо. Это весьма положительное явление. Потому что нужно читать, Балар. Читайте, развивайтесь. Лучшего времяпровождения, чем с книгой, наверное, в мире не существует. Пойдем посмотрим. Салям алейкум. Насылсыныз. Ну что, почти полдня прошло. Как? Много книг купили? Да. Серьезно? Да. Сколько примерно? Ну, мы их не читали, но покупают... По ощущениям? Много. Ну, я не могу по ощущениям сколько вам сказать. Но честно, я не могу. Тут много книг, мы даже не успеваем читать просто. В основном что покупают? В основном уходит История поэзия изгнания и Память Крыма. Книги Гайворонского, да. Супер. Это тоже, кстати, напоминаю, новая книга пана Алексы, которая вышла совсем недавно. Лилия Ханом Буджурова была составителем и редактором этой книги. Сау у нас Балар. Двигаемся дальше. Давайте, не отходя далеко. Как у вас день проходит? Нормально. Очень насыщенно. Супер. Что у вас уже чаще всего что покупают? Открытки. Открытки и наша тарелочка с пословицами. Супер. А вы хаве еще делаете? Делаем. Хотите? Хочу. Давайте я к вам вернусь чуть-чуть попозже. Яхша? Саунд. Возле Арманчиха очень много людей. Супер, это хорошо. Не знаю, наверное, нам пока нет смысла пробиваться туда, но само по себе очень положительное явление. Сколько людей интересуется нашими книгами, сколько детей интересуется нашими книгами. Супер. Точно так же много народа и возле издательского дома Арманчих. Прям горячо. Это говорит о том, что наш народ интересуется книгами. Рамина Ханум, как день проходит у вас? Хорошо, альхамдулилля, очень ярко. Ага, супер. Как у вас впечатления? Прекрасный, прекрасный. Так все красиво и душевно. Какую-то книгу, может, вы себе уже приобрели или пока не было? Я хочу чуть попозже, когда будет поменьше людей, я пройдусь и посмотрю себе обязательно. То, что так много людей, это же супер. Это же классно. Супер, это очень классно. Вы мне что-нибудь порекомендуете, Алим? Пока, честно говоря, с новыми книгами не ознакомился, но меня очень интересует книга Эмиля Мид на фоне 20 века. Шокета Кишведина. Значит, обращу внимание в первую очередь. А вы сами читаете? Конечно. Какую последнюю книгу читали? Агата Кристи. О, вау, детективы? Буквально вчера, да, дочитываю. А что вы мне посоветуете? Просто вот из книг. Ой, мне нужно подумать. Давайте мы потом с вами это обсудим. Вот тогда попозже. Да. Я вернусь еще к вам. Чоксагоулнус. Двигаемся дальше. Салям алейкум. Как видите, везде много-много-много людей. У нас, кстати, проходят панельные дискуссии вместе с Ленорой Ханум Дюльберовой. Демо-версию, на которую мы видели возле Кавабанги. Пока прощаться не будем, без Гурушкенджи. Я думаю, полную версию вы можете, этой дискуссии вы можете увидеть на нашем YouTube-канале. Там весьма интересные гости. Эминем Мустафаева, Редван Бейхалилов. Что они обсуждают?
У нас пока нет времени особо прислушиваться, поэтому, Дуслар, еще раз напоминаю, подписываемся на наш канал Кроме Татарс Клаб в Ютубе, и там вы услышите все, узнаете все. Вы уже приобрели себе какую-то книгу или вы? Нет, я только подошел. Вы только пришли? Да. Сейчас просмотрю и книги, и послушаю авторов. Вы который раз на ярмарке? Я не читал, но уже это неоднократно. Да. Какие впечатления у вас? Ну, вообще, сам факт проведения ярмарки, это очень большое дело, имеет большое значение, потому что авторы имеют возможность рассказать о своих изданиях, книготорговцы могут предложить ту продукцию, которая у них имеется. Ну и, наверное, это где-то стимулирует людей к написанию новых книг, к исследовательской работе. И что благодаря вот этому мероприятию их труд не остается незамеченным. Что бы пожелали вам для будущих ярмарок? Дальнейшего развития, внедрения новшеств, новых идей, чтобы все больше и больше народ посещал такие мероприятия, потому что книга – это знание, а знание – это хорошая жизнь. Без знаний хорошую жизнь ты не построишь ни для себя лично, ни для общества в целом. Каждый на своем уровне. Дорога. Хорошего дня, хорошего дня. Багышланс, я вижу, у вас уже книга в руке есть. Дело в том, что эта книга, видимо, здесь еще не продается на ярмарке. Да, это эксклюзив. А уже что-то успели приобрести? Ну, я пока еще только вот по детской литературе. Ну, тоже нужно. Тоже нужно. Я понял. А так еще выбираю. Как вам впечатление, в общем? От ярмарки? Да. Ну, хорошие. Я всегда, каждый год практически здесь бываю. Мне нравится, да. Машалла. Вот. Поэтому, пока все как обычно. Дуслар, посмотрите, какая чудесная фотозона сегодня здесь представлена. Специально для детей. Оп, такая огромная книга, красивая. Детки фотографируются, им очень нравится. Прикольная фотозона, красивая? Да, А как вам вообще ярмарка, все нравится? конечно, очень сильно. А что вы уже там приобрели, можно посмотреть? Книгу вот такую. Вот. Вот. Альяна Османова, Тап Бакаим, Мейва, Себзе, Ведигер, Осим Леклер. Машалла. Ве анада менің мынау турамында. Онда дан брелок. Брелок мен істейм қоймаға менің шемсеге. Анда ручкада бар оле место да для брелка бар. Машалла. Адың не? Сабрие. Kaç yaşın? 9. Машалла. Машалла. Селям. Я вижу, вы себе уже что-то приобрели, да? Можете показать, что... Одна из самых популярных книг сегодня «Бульмеге Стейм», Балалар ученая энциклопедия С, издательский дом Арманчук, напоминаю. Нравится книга? Да. Как тебя зовут? Арзы. Сколько тебе лет? 7. На ярмарке нравится? Да. Классно. На вечерний концерт остаешься? Ну супер, тогда до встречи. Сау. Салям алейкум. Зарема Ханум, салям алейкум. Вы уже успели что-то себе приобрести? Мне подарили. А что Я подарили? искала 2 книги, мне маму Чурлу посоветовал, но их уже нет. Какие это были книги? Это по архитектуре, старинной татарской архитектуре, небольшая книжонка. И по истории крымская, не судебная, а перепись. Правовой? Перепись Население. Нет, не население, перепись властителей всех стран между собой с Крымом. Вот их китабын қыдырдым, бақтым, тапмадым. А остальное чоқшымен де бар, оқымада. Өзім кітаптан балабан оны да текрар оқымақ келдім. Сізге? А у вас есть любимый крымско-татарский автор? Любимый? Конечно, есть. Какой? Во-первых, Хашхумер, во-вторых, Шакир Селим, во-вторых, Шенизаде, и еще, вот пока что да, Юнус Кандым, вот
Вот Напоминаем, что наш вечер памяти сегодня еще состоится, посвященный Юнусу Кандыму, да. А я думала 9-го. Нет, сегодня в 4 часа. Сегодня здесь также Черномор Авто, один из спонсоров нашего мероприятия Крымско-Татарской книжной ярмарки. Скажите, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями о ярмарке. Для нас, как для компании, очень большая радость, на самом деле, принимать участие в таком мероприятии. Непосредственно мы сейчас представляем большое семейство автомобилей бренда Cherry. Непосредственно здесь, как и Amoda, J-Q, Exit. То бишь вы можете выбрать для себя какой-то интересный автомобиль и также посмотреть, потрогать, прокатиться, то бишь все это сделать. Ну и опять же, для нас большая радость. Прямо сейчас можно это сделать? Прямо сейчас можно даже это сделать, что-то выбрать и, опять же, обменяться контактами, приехать и купить машину. Супер, спасибо большое, всего доброго, хорошего дня. И вам. Может быть, мы сейчас пойдем спросим, сейчас пойдем прокатимся на машине. А у нас, посмотрите, тут еще также коллекция DEF для самых маленьких. Посмотрите, какая красота. Посмотрите на это. Для всех наших малышей, которые сейчас там пляшут, с удовольствием представлена вот такая замечательная коллекция для самых маленьких. Тимур Бей, полдня прошло, как вам? У вас довольно... В плане атмосферы было жарко. И в общем было жарко. Я смотрю, большое количество людей продукцией интересуется. Много берут? Учитывая, когда гуляешь по городу и всегда видишь кого-то в нашей футболке, я думаю, потихонечку берут. А сегодня? А сегодня в основном интерес вызвала наша детская коллекция. Это наши первые шаги. В дальнейшем, иншаллах, мы более масштабную коллекцию разрабатываем. У нас в команде сейчас новый дизайнер. Она тестирует разные рисунки, также и сами модели одежды. Отшиваем образцы. К сожалению, это требует времени, но к сметуса к октябрю будет масштабная детская коллекция. На Урба, может быть? А на Урба мы отдельно готовим. О, вот так вот. В ноябре месяце. И Урба будет очень жарким, потому что все участники готовят не просто дизайны, а вот прям максимально заморачиваются в этом году. Будет Супер. очень красиво. Супер, вот так нужно работать, как Тимур Бей. Бренд DEF, едем дальше. Саунус. Ого, селям алейкум. Селям. Селям алейкум. Насылсыңыз. Машаллах. Саунус, как вам в общем впечатление? Вообще здорово. Ну, вообще, это книжная ярмарка, это возможность показать и народу, и всему миру свои мысли, свои достижения в книгах. Это такой стимулирующий такой, очень. Я думаю, это еще что другое. Саунус, организаторам и всем. Цветочок Саунус. Вы уже себе какую-то книгу присмотрели? Мы уже взяли. Не какую? Только присмотрели. Там энциклопедию для Балачклара? Да, Балачклара. Это такие нужные вещи. Ну, еще смотрим еще. Смотрим. На вечерний концерт останетесь? Сметался. Оставайтесь. На вечер памяти точно оставайтесь. У нас там будет театральная маленькая постановочка. Да? На улице стало попрохладнее, и я чувствую аромат люля обещанных. Пойдемте посмотрим, может, их уже приготовили. Ну, какой-то дым там есть, проходите, пожалуйста. Пойдем. Вот видите, какое удовольствие. Люди сидят, общаются и делятся книгами, которые успели приобрести на нашей ярмарке. Селям алейкум. Это то, что вы успели приобрести на нашей ярмарке сегодня? А покажите, пожалуйста, что вы взяли. Золотая эпоха Крымского ханства. А там? Ага, все, я понял. О, Мамут Ага Чурлуш, селям алейкум. Селям алейкум, насалсанус. Алейкум селям. Селям алейкум. Я взял 3 книги. Так, супер. Вот это вот
с переводом на русский язык. Вот туда вот покажите, пожалуйста, в Да, камеру. все документы переписки крымских ханов с русскими царями. О, Вот это вот уникальная книжка. Здесь факсимильное издание ага. 3 исследователей довоенных крымско-татарской народной архитектуры. Вот. Дубровский. Вот прям факсимильное издание. Вот как есть, точно они напечатали. Жилище горных крымских татар. Вот. Потом, значит, Берштам. Жилище крымского предгорья. Второй автор. Это все факсимильные издания. Вот в точности все фотографии, все тексты, все здесь. И третий автор, вот видимо, третий автор. Известия здесь еще. Ну, это где это было напечатано, понимаете? Да. Вот Куфтин. Жилище крымских татар в связи с историей заселения полуострова. Это еще капитальное такое исследование. Здесь вот схемы там. Ух ты, прям проекты. Там масса всевозможных фотографий, схем жилищ крымско-татарских. То есть это очень ценная этнографическая книга. Это очень ценная. И третье? Третье, вот. Поход крымского, ага. Там горела Москва. Там был ветер, и ветер раздул прямо на всю Москву. Она, Москва была деревянная, она сгорела. После этого стали строить белокаменную. А так бы деревянная осталась бы. Как у вас впечатление, настроение от ярмарки? Замечательное. Я очень приветствую такое место, где мы можем встретиться с друзьями, пообщаться, увидеть все новинки книжные, приобрести себе в одном месте сразу. Вот, помочь нашим книгоиздателям, нашим книготорговцам. То есть, Что бы пожелали вы будущим ярмаркам? ну, чтобы она продолжалась, чтобы больше книг издавалось. У нас такой бум всевозможных исследований, книг замечательных. Это просто. И не только в этом. Вот я говорю, я восторгаюсь нашим народом. Везде. Кафе, рестораны, Одежда сейчас. Одежда, магазины всевозможные, там продуктовые, там сувенирные, одежные. Клиники всевозможные, медицинские, аптеки, то есть там автомойки, автосервис, отели всевозможные. Просто такой вот нашему народу такой расцвет идет. Молодежь, высшее образование, деловая сметка, жилка вообще. Просто... Çok sağ olunuz Mahmut ağa. Çok sağ olunuz. Hayırlı günler. Görüşürüz. Вот так вот. Mahmut ağa Чорлук. Так. Ну вот, Женя, пожалуйста, обещанные люля. Одни из самых вкусных в Крыму, в Ешиляда. Вот они. Красота, аромат. О, у нас тут все участники нашего сегодняшнего конкурса. Пойдемте поближе посмотрим. O kadar akıllı ve vatanperver bağlarını sosyal. Valla sizge de ben çok sağ ol demek isterim. Çünkü herkesin gözlerinde o kadar sevgi ve saygı ailelerge gördüm ki inanılmaz bir duygular yaşadım bunda oturup. Ve herkes bunda bu sanada durup Maşallah sizge teklifim var. Hanımlar çok ayttılar, pek güzel, pek yaxşı, pek meraklı, ben de koşulam. Lakin teklifim var. Biz bunu göremiz. Zinadaşlar görüyor. Lakin okugan mekteplerinizde, okugan, yaşagan rayonlarınızda bunu gösterseniz, daha çok talebelerini celp etseniz, numune olarak gösterseniz, onlar da bu işe katılsa, ben bilesim pek faydalı olur. Hocalarınıza büyükten büyük teşekkürler. Çok sağ olsunlar. Aile degirliklere
этот конкурс был посвящен тем вещам, которые пережили депортацию, если можно так сказать. Пойдем? Пойдемте посмотрим на всех участников. Это все молодые, я бы даже сказал, юные ребята, которые на родном языке рассказали о тех вещах и о той истории, которая случилась с их семьей. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о ярмарке. Ну, впечатления какие? Волнительные, прежде всего, до глубины души, потому что тут рассказываются истории семей, которые пережили трагические истории свои. Вот. Но и несмотря на это, сохранили ценные вещи. Они ценны не столько по стоимости, сколько по значению. И что молодежь, вот нынешняя молодежь, с интересом к этому относится, собирает эту информацию, собирает историю об этих вещах. И наряду с этим идет речь еще о людях. Их имена мы вспоминаем в очередной раз. Это вот эта вот цепь, как говорится, прошлого, настоящего. И я думаю, что это посыл в будущее. Потому что время оно такое, оно протяженное, как говорится. Без прошлого не может быть настоящего, без настоящего не будет будущего. Селям алейкум. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от выступлений наших юных конкурсантов. Evet. Hayretте kaldım. Çünkü ana tilinde o kadar serbest, o kadar güzel çıkış yaptılar. Bazıları o şivesinde çıkış yaptılar. Bu da ayrı bir kıymetli bir iş. Onun için çok sağ olsun hocaları, ana babaları. Pek meraklı, sağ olun. Siz de çok sağ olunuz. Наших конкурсантов сейчас будут награждать наверху, будет торжественная церемония, поэтому мы тоже с ними вместе поднимаемся наверх. А мы уже наверху, и здесь все еще очень много людей, а это значит, что очень много книг сегодня отправятся к своим новым владельцам, и это очень хорошо. Пойдемте посмотрим, что здесь происходит еще. Пообщаемся с людьми и выясним, какие книги еще успели они сегодня себе приобрести. Селям алейкум. Насылсыныз. Как у вас впечатление от ярмарки? Прекрасно. Я только под впечатлением Айлиди Герритлера. Вы уже успели себе приобрести какую-нибудь книгу? Нет, еще мы только поднялись с конкурса. Яхши сау. Улькира, поделись, пожалуйста, какие книги ты себе уже сегодня приобрела? Я сегодня приобрела «Бешуй». Это книга, которая была составлена Мером Муратовым. Помимо того, что там есть интересные сведения, там есть карта села. Потом я приобрела... Какого года? Карта села. Я, честно говоря, не обратила внимания, потому что успела только купить, положить в пакет и отнести. Пока еще есть, надо брать. Как я поняла, они собирали сведения о старожилах, и с помощью специалиста, топографа, картографа они это все составляли. Ну, то есть это не просто карта без масштаба, это уже что-то более или менее такое качественное, добросовестное. Потом я приобрела книгу про Ибраима Тарпи. Он был имамом Терекойской мечети. Я не знаю, правда, он сам родом из Терекоя или из Бахчисарая, но так как у меня есть корни из Терекоя, как бы для меня это априори, эта книга должна быть. Святыня, почти. Да, да. Потом словарь южнобережного диалекта Аделеи Мировой. Да, конечно. Опять-таки априори должна быть. Да. Потом взяла открытки Эвелины Мамутовой и Заремы Неметуаевой. Это вот здесь, где Дербиш? Вот здесь, да. Ага. Нет, у Дербиша тоже взяла, но другие открытки с орнаментами. Ага. Потом, что еще я взяла? Алим Куртиитов, исторический роман про Хаджи Герая. Ага, да. Да. И, кажется, это все. Машалла, то есть 4 книги, да, ты взяла себе? Ты много читаешь? Хотелось бы много, но приобретаю в среднем, читаю меньше. Меньше успеваю читать. Как бы я не против чтения, но... У тебя есть любимый крымско-татарский автор? Крымско-татарский любимый?
Давайте так, какая книга мне больше всего понравилась крымско-татарского автора или на эту тематику? Это Рифат Апазов «Следы в сердце и в памяти». Это книга его воспоминаний о жизни в Крыму до ссылки. Это воспоминания его учебы в Москве, его работы в конструкторском бюро Королева и некоторые документы из национального движения. То есть эта книга написана человеком, который не публицист, но при этом она настолько хорошо написана, настолько легко читается. Она и про личность, она и про национальное движение, она и про краеведение, она и про космос. В общем, советую, если нужно приобрести, можете обращаться. Вот так вот. Приобретайте книги, потому что книги — это главное, ради чего мы все здесь сегодня собрались. Селям алейкум. Вы приобрели книгу себе сегодня на ярмарке? Поделитесь, пожалуйста, что за книга? Бұл менің кішкене қардашыма кәдеме масал ученый китабы. Келіңіз масал қапысына ашайық. Көстерейік ме? Камера үшін. Чай. Машалла сізге. Сау. Ярмарканы бегенесің? Бегенем. Пек güzel. Teşkilatçılarga çoktan çok sağ olunuz dep aytam. Bu pek yaxşı şey. Çünkü kitaplarımızı göstermek gerekmiz. Yazıcılarımızdan, şairlerimizden tanışmak gerekmiz. Yaşlarımızga bularını aşlamak gerekmiz. Bu pek yaxşı iş. Bana 70 yaşına geldim. Bu şey benim için hem yanılık, hem tarih, hem gelecek. Pek memnunum. Allah teşkilatçılarını işlerine onundan getirsin. Böyle işler çok tez gösterilsin. Tez herkesge buna bu şeyleri nümayiş etmek bu pek yaxşı şey. Siz birinci kere yarmalıkka geldiniz. Bu birinci keresi. Maşallah. Beğendiniz mi? Pek beğendim. Adamlar da çok. Kitapını özüne aldınız? Aldım. Nasıl kitap? Yunus Kandım'ın kitabını aldım. Çünkü Yunus Kandım benim soyum olan. Maşallah. Ya kim soy? Şimdi bir yerde de Yunus Kandım'ın kardeşi de var ya da. Siz ona kim olasınız? Ben ona tize ballarımız biz Yunus'un. Allah rahmet eylesin. Yatkan yerleri cennet olsun. Pek yaxşı kitaplar kaldırıp gitti. Yaş geçindi ama dünyada joyulmayacak, tarihte yazılıp kalacak, altın sözlerle, altın harflerle yazılacak kitaplar kaldırdı. Doğru dediniz. Çok sağ olun. Anda şey... Doğmuş kardeşim. Vay, selam aleyküm. Selam aleyküm. Pek memnunum. Tize ballarımız. Pek memnunum. Beğendiniz mi? Evet. Nasıl beğenmeyeceksin bu kadar halkımızı toplagan yerге. Evet, pek memnunum, pek kuvанам. Mına böyle merasimler geçirilse, bu bizim halkımıza pek örnekli olur, yaxşı olur. Sağ olun. Özüne kitap aldınız bugün? Men de endi yakında geldim. Men ağamın kitapları, Yunus Kandım ağam ola, hepsi kitapları mende var. Evet. Çok sağ olun. Теперь будем пробовать Индонезию. Там какие главные эти? Нотки, мускатный виноград и тропические фрукты. Ага. Подождите, а разве мы утром не тоже Индонезию пробовали? Да? Оператор будет хаве. Оператор у нас будет тестировать хаве сейчас. А я чуть-чуть, если можно, чуть-чуть. Чё? Саунус. Как... Вы знаете, я недавно пробовал напиток, называется Cold Brew. Очень похоже. Это сорт. Он холодный там со льдом. Очень похож. Похож, да? Но это тоже холодный. Но мне нравится такой. Какая-то что-то в этом есть очень интересно. Супер. Он такой интересный. Интересно очень. Как у вас день? Все хорошо, очень насыщенно. Много купили продукции вашей? Да. Наши продукции, книги, фотокарточки, чай. Наш брендовый чай с горы.
Что за чай? Орман и кейсы. Крымских трав. Ага. Здесь у нас зверобой, чайная роза, жасмин. Угу. Здесь у нас лимоник. Лимоник растет только в Крыму. Да. Это очень вкусно. Да. Здесь у нас чебрец, акация, бессмертник. Он очень тонизирующий, для иммунитета хороший. О. Он бодрит не хуже кофе. А вот это лимонник, железняк, чебрец. Чебрец мне очень нравится. Классический состав и успокаивающий. Руян. Это нам надо будет? Да. Лаванда, шалфей, чебрец. Очень ароматный. Угу. И сколько стоит такой чай? 300 рублей. Неплохо. Все хотят брать. Здорово. Яхша. 4, да, у вас вида чая? 4 сбора. Очень интересно. Машалла, сағолыңыз. Селям алейкум. Мы вас побеспокоим чуть-чуть вопросами своими. Я вижу, вы книгу какую-то приобрели сегодня. Сестра приобрела, я ищу. Моя мама, Минанам Бахсан Куэнде. И Бахсан Куэнде партизан oldu. А что это за книга? Исторические справки. Юрий Бекирович Османов. Ага. Исторические справки. И Мелхадрам Анам. Фамилиясын. Харбабам. Дайларым, фамилияларым Хадрамыз. Біз бір койден, біздің аналарымыз бір койден. Машалла. Койден. Как у вас впечатление о ярмарке? Как вам день сегодняшний? Біз яқында келдік, да, ну очень, конечно, впечатляет. Да, даже вот слезы на глаза наворачиваются, очень приятно. Хотелось бы, чтобы почаще делали такие ярмарки. И вот очень привели, да. Вот, Очень радует, что много молодежи. Да, очень радует. Мы Да. еще и не ходили, еще и хорошенько. Мы только вот стали посмотреть. Слушаем, Да, да, выступающие. Ширлер. Мы еще не ходили так. И Но что- очень рада, что очень много молодежи. Чок мирафлы. Çok sağ olun sizге. Көрішкенде. Sağ olun. Хайрлы күнлер. Очень много молодежи, и это правда, молодежи действительно сегодня очень много, и это не может не радовать, потому что наша молодежь – это наше будущее, а молодежь, которая интересуется книгами, это умная молодежь. Значит, у нас будет умное, светлое будущее. Надеемся. А вот, кстати, люди, которые уже успели себе приобрести книги, к которым мы уже подходили. Давайте посмотрим. Покажите, пожалуйста, что... Привет. Так. О. Будем ждать второй том. Машалла. Мы были раньше ознакомлены его творчеством, поэтому очень-очень. Машалла, Сергей. Сегодня вечер памяти. Вы знаете, да? Сау. Курочкин сау. Когда говорят сауну, что организовываете, имеют в виду Харагинес Продакшн, Ненкиджан и Еширяда. Как у вас впечатление от ярмарки? Vay. Впечатление Тасурат дегені Тесюратлар. Бек güzel. Бек güzel. Ана біздің yaşayışımızda мына böyle şeyler olsa biz бақытлымыз, частлымыз. Бек güzel. Sağ olsun organizatorlarga bu merasimlerini өткізгенлер үшін ұзақ өмір тілеймін оларға. Ветанымызда дайым мына бұндай байрамlar болсын. Sağ болыңыз балалар. Машалла. Осы не китап алдыңыз бүгін? Мына ербіші алдым. Не алдыңыз? Сувенирлер, торунчама kitaplar aldım. Vay, nasıl kitapçık? Görmek mümkün mü? Evet, buna bakın. Armançık. Aldım. Вообще мен сатып аламын, но кенеде аламын, чтобы Кенеде арманчык. поддержать. Машалла, сау болыңыз. Вай, что-то мага çok бергенler. Galiba yanlışkanlar. Ana boşi, boşiçi. Vatanım Kırım, bu yanı, yanlış için. Torunçama, bu erboşi. Mana boneler, mana tal, kitapçıklar var. Осман Исламовның китапчик «Ярамазлар». Вы уже успели себе приобрести что-то на сегодняшней ярмарке? Вай, пеку танчах. Пеку танчах. Айды, бір şeyler айтма, тек костер не алдың бүгін. Қана бақайық. О,
футболкасы. Дингильдай Пемпенин футболкасы. Машалла. Селям алейкум. Это же артисты Дингильдай. Ну, да. Я готов брать интервью у вас. Тебе, кстати, желание загадать мероприятие. Давайте загадаю желание. Чтобы завтра еще было... Хочу, чтобы крымская ярмарка с каждым годом становилась все больше, лучше и интереснее. О, я вслух сказал, да? Ну, покажите, что вы... О, Селям. Сен надо мне. Мавиле, машалла. Что вы успели уже сегодня приобрести на ярмарке? А я вижу. Харабибер, супер. Так, Векитап. Ага. Весь набор почти наших партнеров. Машалла. О, это Юнус Кандам. Конечно. Ого, вау. Я постою еще раз рядом с этим человеком. Я вижу, вы уже успели что-то приобрести себе на ярмарке. Покажите, пожалуйста, расскажите. Ага. Так, вы с Айсереза сами? Ух ты, вот так вот. Они мой прадед. Покажите, пожалуйста. Пармахлар, уйгара. А, вау. Ничего себе. Вия. Я шумафлар. Чё, Сахалс, как впечатление от ярмарки? Бомба? Ну что ж, настало время, наконец-то будут награждать участников конкурса Айле Дегерлеклеры. И сейчас мы узнаем победителя. И потом обязательно посмотрим, что им подарили. Конкурса у нас нет сегодня одного победителя, у нас все победители, потому что разговаривать на родном языке, знать историю собственного народа, собственной семьи – это победа для всех, конечно же. У нас подарки, вот сейчас Эдия Ханум Муслимова, также подарки от Арманчик будет давать всем участникам конкурса. Ханум Бекирова вручит каждому участнику конкурса по книге. Прямо сейчас. Білем мен көремін мына iştirakçılarımız var ve çok sağ olsunlar teşkilatçılar Zarema Hanım Kayretdinova Ersen'e bu yarışını geçirip öz fikrini. Все-таки гран-при, как один из самых маленьких участников, получил Усин Усинов за то, что прочитал стих Юнуса Кандыма. Мен gerçekten gelecek yılға Yunus Kandım'ın tarixini öğrenmeye ve kayıtmağa isteydim. Çok sağ olun. Maşallah. Görüşkence балалар, çok sağ olun size, hepinizге sağ olun. Сейчас мы узнаем, что им подарили. Зера, селям алейкум. Раскроешь, пожалуйста, секрет, что вам подарили? Давайте посмотрим. Смотрите, вот такой вот замечательный диплом в стиле ярмарки. Зера Зинадинова. Так, Китап. Бекир Чубан Заденин излерінден. Зера Бекирова. Автор. Рахамлар Шаатлык Этелер. Вы смотрели первый крымско-татарский фильм «Сказку»? Да. Сладости от нашего спонсора Тимоша. Ну, мы там все показывать не будем, там все вкусно, хорошо. Фильмы такого жанра Так. сняла студия Харадинес Продакшн. Что у нас тут? На счету у нее несколько документальных Вау, фильмов. ничего себе. Маленький принтер. Ничего себе. Вот это классный подарок. И Арманчик. О поэте и языковеде Бекире Чубанзаде. Давай, Наша подержу. особая гордость. 7-серийный фильм «Свадьба». И Арманчик. Вау. Ну, на эту книгу я много раз засматривался за сегодня. Алтын Алма, Золотое яблоко. И Эглинже. Это не только фильм. Супер. В нашем багаже встреча с интересными Ну, это очень классные подарки. Тебе как, нравится? Да.
Как вы можете заметить, мы за кулисами. И я здесь специально для того, чтобы показать, какие замечательные подарки подготовили. Вот, например, это сделала Афизе Юсуф Хазе. Подарки ручной работы. Посмотрите, какая красота. Специально для 6-й крымско-татарской книжной ярмарки. А еще. У нас тут вот такие джезве. Конечно же, от Рустема Гадевиша. Ручной работы, посмотрите. Тоже эксклюзивные джезве. Посмотрите, какая красота. Может же Рустем Ага. Вот здесь у него его логотипчик. Какая красота. Надеюсь, обладатель будущего этого джезве не обидится на меня. Вот такие прикольные подарки у нас будут сегодня раздавать нашим спонсорам. Вот в нашей чудесной фотозоне Эрвин Сейтасанов, дизайнер нашей сегодняшней ярмарки. А вот про Эрвина говорю, это дизайнер нашей сегодняшней ярмарки. Салям алейкум. Это он придумал, оформил, нарисовал все эти прекрасные, красивые баннеры, флажки. В общем, все красивое, что вы видите сегодня на ярмарке, дело рук Эрвина. Салям алейкум, наслался. Чоксау. Вообще настроение такое же приятное, как этот фирменный цвет нашей ярмарки в этом году. Яркое, такое, как сказать, пламенное. Да, яркое, пламенное, немного холодненькое, потому что осень, но такое же яркое, веселое, как это мероприятие. Вы уже себе какую-то книгу посмотрели, купили? Да, есть определенные книги, книги моих коллег. Осман Ресамджи, вот здесь у него интересные книги, детские книги, обязательно, я думаю, стоит что-то из этого приобрести. Арманчик. Вот такая. Издательский дом. И в целом, еще есть что тут еще присмотреть. Я думаю, что-то еще присмотрю еще. На вечерний концерт остаетесь? Да, Сметолса обязательно. Машалла. Чок сагол у нас. Вы не должны пропускать. Обязательно. Не надо. Сагол у нас в Рашкенде. Едем дальше. И здесь большой артист Марлен Османов и Арсен Бекиров. Сразу видим. Салям алейкум. Не в обычной среде обитания. Не в обычной. Можно вас расспросим о том, какие чувства вы испытываете по поводу... Я очень стесняюсь, понимаешь? Я парень стеснительный. Ладно, Арсен Ага. А какие могут быть чувства? Поделитесь впечатлениями. Супер, вообще. Единственное, после таких мероприятий меня постоянно потом ломает, что еще долго до следующего мероприятия. Очень часто хочется. Я люблю вообще такие. Это ярмарка, это действительно, это вот к любому столу подойдешь, какие-то новые книги, что-то. Это все, вот это наша движуха, вот это наш ренессанс. Да. Сметолса будет. Когда всего это будет много. Себе прикупили уже какую-то книгу? Да, если бы одну. У меня же этот самый, библиотека дома. Да. Хочешь, тебе завещаю? Она большая. Да. Почему нет? Я люблю тоже читать. Официальная уже есть. У меня тоже есть маленькая библиотека. Чок сагол, Арсен Ага. Хайрлы кунлер. На концерте увидимся обязательно. Это моя родная сестра и ее прекрасные дети Мелисса и Айлен. Как дела, Мелисса? Хорошо. Тебе нравится? Что ты уже успела посмотреть, увидеть? Футболки. Красивые. Колечки. Колечки, футболки. На батуте попрыгала уже? Да. Книжку какую-то возьмете вы, Мелиссе? Возьмем. Мы, конечно, по колечкам вначале, но к книжечкам дойдем. Обязательно. Яхша, Хайрлы кунлер, увидимся. Да, Какую книгу успели приобрести уже сегодня? Это я внукам подарила 2 энциклопедии. Татар теле опленничек баллар. Оп. Bir torunçağım 5-ci klassga gidecek, bir torunçağım 7-ci klassga gidecek. Buna bu pek ifak söylerine, bu açık balabanca söylerine. Buna aldım ensiklopediya. Maşallah. 1 sentyabrga baxşiş. Yarmarkını beginesiz mi? Pek beginim. Her daim böyle meropриятиялар olganda her daim kelemiz. Pek beginemiz, sağ olunuz. Siz de çok sağ olun. Хайрлы кунлер. Я вам сейчас покажу пример, как нужно ходить на крымско-татарскую книжную ярмарку.
Проходите, пожалуйста. Посмотрите, вот Эльдар Ага Гусенов. Вот как нужно ходить и как нужно выходить с крымско-татарской книжной ярмарки. Машаллах, Сергей Эльдар Ага. Я снимаю влог сегодня. Это неофициальная, легкая такая... Я понял. Мумкун. Саунд, что вы... Словари. Это же словари, это же основа языка. Надо обязательно знать все слова. Пока не будешь знать слов, что-то сказать будет очень сложно. Onun için ben tırışam öğrenmeye öz tilini, ana tilini ve inşallah buna satıp aldım çok kitapların ezberleyip sözün son tep-temiz laf edeceğim ana tilinde. Машаллах, Сізге Эльдар Ага. Сау болыңыз, көрішкенде. Достар, сейчас пройдет награждение премии «Лучшая книга этого года». Наша известная писательница Урия Эдемова вручит эту знаменательную награду. Давайте посмотрим, кто получит ее в этом году. Здесь мы видим, как некоторые авторы получают награду от фонда Исмаила Муфтизаде. И мы приближаемся к моменту истины, узнаем, кто получил премию «Книга года». Итак, Букитап. Demek ki Gayvarovski'nin Hamit Kırım'a almaları ve Kırım'ın bütün Книгу года получает книга Алекса Гайворонского, которого, к сожалению, уже больше нет с нами. Книга под названием «Память Крыма», составителем и редактором которой была Лилия Ханум-Буджурова. Лилия Ханум говорила о том, что в 21 веке мало кто смог внести в культуру и историю крымских татар так много, как Алекса Гайворонский, и с ней сложно не согласиться. Человек, открывший нам, крымским татарам, Крым. Книгу эту, кстати, «Память Крыма» вы можете приобрести на очередной крымско-татарской книжной ярмарке, также в магазинах Терджиман и Казин. Теперь на сцену поднимаются, конечно же, спонсоры нашего сегодняшнего мероприятия, нашей крымско-татарской ярмарки. Люди, без которых это событие такое грандиозное и красивое не состоялось бы. Сейчас они все поднимаются на сцену. Как только они поднимутся, мы снова специально для вас перечислим всех людей, которые помогли нам сделать этот настоящий праздник книги. Давайте напомним, наш главный спонсор Shells Home, официальный спонсор Тимоша, это сладости, а также КМК, Крымская металлургическая компания, Черномор Авто, Джеваль, этнокомплекс Джеваль, конечно же, музей Заламан Айдара Халилова, салон красоты Ханум, мясной бутик Алем, цветочный дом Крым, ресторан Ашлама Сарай, салон одежды Герд и бытовая химия Кальон. Ну и, конечно же, студия праздника «Поле чудес». Вот они все на одной сцене. Наши друзья, наши спонсоры, люди, благодаря которым состоялось сегодня это мероприятие. Сау. Мы видим, что Рустем Агадерыш подготовил каждому спонсору те самые джезве, о которых мы вам рассказывали немножко раньше. Güzelsin. Güzelsin. Yok. Kaysın. Yok. Kartals. Yeah. Kartals.
Konyak içip kick çakmasan ataysın mı? Ataysın. Ama duydurmasan Karamansın karaman. Hiç ne küçük, hiç bakır. Bana sebep ben kırılmam. Şişe boşa kalsa ona çay doldurup koyarım. Apay bunu duysa konyak ekşigen de paydarım. Kerem. Купидычигым. Karılhaçım. Sende insan деген şey var mı? Kamalacım ben neyim? Sen ne vakit adam olacaksın? Karılhaçım ben adam Evde mamaşanın kastığı kıvı. Yayılıp oturganı nedir? Ha? Cigerçigim ben neyim? Beni niçin karşılamadın? Sırtım açtan giydiğimde akar oldum diye düşünüyorsun mu? Салям алейкум, я ваша новая временная ведущая. Алим Аблаев сейчас на сцене, поэтому я его заменю. Салям алейкум. Можете, пожалуйста, рассказать свои впечатления о 6-й крымско-татарской ярмарке? Самые наилучшие впечатления, причем вот чувствуется, что с каждым годом все сильнее и сильнее становится это мероприятие. Это такая площадка, где есть на что посмотреть, чем поделиться. Прекрасное мероприятие. Наверное, оно единственное, а может быть, одно из немногих. Саунас! Ну что, Дуслар, если вы не видели нашу постановку на вечере памяти Юнуса Кандыма, то мы вам соболезнуем. Мы продолжаем. Посмотрите, скоро уже начнется наш большой, грандиозный вечерний концерт звезд крымско-татарской эстрады. Вас ждет более 25 артистов. Ого! И смотрите, людей уже очень-очень много. Днем я думал, что у нас много людей на ярмарке, но сейчас я вижу, что их очень много. И они все еще идут. Давайте пойдем посмотрим, посмотрите. Люди все едут и едут. Непрерывной вереницей просто продолжают ехать. Посмотрите туда. Посмотрите сюда, везде люди. Пойдем дальше. Вернемся к нашей привычной уже дневной локации. Сейчас, кстати, с минуты на минуту будет показан фильм о Юнусе Кандыме. Мы поднимемся наверх и тоже кусочек посмотрим, что там происходит. Но здесь, вау! По моим скромным оценкам, сегодня около 5000 людей минимум побывало уже на данный момент. И учитывая то, что они продолжают идти, я думаю, оценка приблизится к 8000. Вот так вот я думаю, а потом узнаем более подробно. Пойдем. У нас тут уже слегка опустевшие наши партнерские точки. Дев, Каве. Наша прекрасная фотозона. Краймен Татарс. Это мы. Проходим сквозь этот портал и попадаем в сказочный мир крымско-татарской книжной ярмарки. Тик. Салям алейкум. Siz ko'rdingiz? Маршалла, ты рожденный, рожденный талант. Саум, Сиранбей. Пойдем посмотрим, сделаем еще раз один генеральный обход вокруг нашего банкетного салона Ешиляда, посмотрим, что тут происходит. Здесь неспешные дружеские беседы ведут наши гости. Прошел замечательный обед с фантастическими люля, которые приготовили в Ешиляда. Двигаем дальше. Сквозь этот приятный шатер. Поехали.
Я все-таки надеюсь Cinnabon один здесь попробовать. Вот. Сейчас мы поднимемся наверх, а потом я побегу вниз за Cinnabon. Уже я очень люблю этот десерт. Едем дальше. О, кстати, фильм начался. Посмотрите, для всех желающих, тех, которые хотят провести свое время на улице, Hardin's Production позаботился о том, чтобы поставить вот такой экран. Посмотрите, как люди прикольно сидят в удобных креселках. Супер. Я бы с удовольствием тут тоже смотрел самые разнообразные фильмы. У нас здесь тоже огромное количество людей, которые просто хорошо проводят время, если так можно сказать, да? Думал, ко мне обращаться. Ну ладно, поехали. Так, в Кавабанге у нас с утра куча народу, невозможно пробиться там ни кассе, нужно долго стоять в очереди, у нас на это времени нет, поэтому мы идем дальше. И закольцовываем мы вот этой вот толпой людей. Ну, реально людей очень-очень много. Уже все в нетерпении, хотят посмотреть концерт. Да, я тоже уже хочу посмотреть концерт. Там будут выступать мои друзья, мои родственники даже будут там выступать. И будут показывать новые крутые номера и песни. Некоторые из них я уже послушал, ну так, по секрету. Очень круто. Очень круто, поэтому... Вот такой молодой человек у нас тут сегодня. Селям алейкум. Селям алейкум. Ну что, как ты? Как дела? Все замечательно, все круто. Да. Нравится ярмарка? Ну, естественно. Ждешь концерт? Да. Чей номер больше всего хочешь увидеть? Начнем с того, что я особо не знаю, кто будет, кто именно. Вот там написано, да? Вот, программа. Да, собственно, всех жду. Всех ждешь? Да. Это хороший, правильный ответ. На нем мы остановимся. Сагул. Увидимся, Курушкенди. Вот ты подставил меня. Селям алейкум. Можно вам пару вопросов задать? Вы концерт, да, наверняка ждете вечерний? Ну, хотелось бы все увидеть. Кто у вас любимый артист? Ой, они все любимые. Машаллах. Как вам ярмарка, как впечатление? Отлично. Хорошо. Очень приятно все, организовано. Это ваша первая ярмарка? Нет, почему? Мы были и в Сарабузе, Ага. на концертах, да. Супер. Чох сагулнус. Хорошего вечера. Теперь вокруг наших зрителей сделаем небольшой обход. Селям алейкум. Селям алейкум. Nasılsınız? En sevimli artistiniz var mı? Erkeklerini sevim ben oğlum. Keçkendi. Bizim halkımıza erkeklerini sevim. Keçkendi ben oğlum çalgıcıydım. 37 yıl toy çaldım. Kemane çalıp Türk'e ettim. Mektepte 27 yıl çalıştım. Kemaneden ders verdim. Ve Tanrı'ya geldik. Şükür Allah'a mı ne? Bayramlara koşulamız, bakamız, şehir etemiz. Maşallah sizge. Bugün de geldik torunumuzun konserti. Yarmalıkını beğeniyorsunuz? Bek yaxşı, bek Dilber. Sağ olun yaraştırganınız için. Siz de çok sağ olunuz geldiğiniz için. Sağ olunuz, sağ olun, сağ olun. О, Айше Мустафаева попалась наконец-то. Ну что, как впечатление от выступления? Было очень здорово. Я очень переживала, но когда я вышла на сцену, все было хорошо. Я уже не переживала. Я знала, что у меня очень классный партнер, и мы все сможем. Сагул, мне очень понравилось. Мне тоже. Супер. Сау. Селям алейкум. Nasılsınız? Bir jorukmiz, şükür Allah'a. Her şey yaxşı mı? Bek yaxşı. Yarmarkını beğeniyorsunuz mu? Bek beğenemiz. Tokunya. En sevimli artistiniz var mı? Çıkımdan sorarız. Biz herkesini sevemiz aytmak Biz de gerek. sevemiz, herkesini sevemiz, herkesini beğenemiz. Herkesini beğenemiz, dinleyemiz. Yarmalıkını beğeniyorsunuz mu? Bir tarafını beğenim, Aha. bir tarafını beğenmeyeyim. Nasıl tarafını beğenmişsiniz?
Çok Rusça sanadın söylerler. O tarafın hiç beğenmeyeyim. Gerek çokça Tatar tilinde laf etmeye, Tatar tilinde anlatmaya. Biz hepimiz yaşlar, kartlar çok Tatar tilinde her şey eşitmek gerekmiz. Eşsek, son kulağımızda, aklımızda kalır, yaşlarda da, kartlarda da son yavaş kalk laf etip getir. Gösteriniz lütfen nasıl kitabını aldınız siz? Jurnal. Nenkecan. Nenkecan. Da Kızım- mende var birinci, ikinci başka numarlar var. Bu yanı soyun aldım. Böyle bir kitap çıkardım boş vakitte. O, men bilem. Hablezis velif, ister kul, ister ağla. Latifeler. Evet. Ondan etip bizni toplagan kişiler, insanlara çok teşekkür bildirem, çok sağ ol deymen. Люди продолжают ехать. Ну что ж, давайте поднимемся наверх. Там как раз подходит к концу фильм о Юнусе Кандеме. Мы пообщаемся с его создателями. Пойдемте. Смотрите, стол у нас почти опустел. Глаза у ребят тоже опустели. Да, сколько продали книг, признавайтесь? Еще не считали. Мы Там, много. миллион книг и людей. Шучу, не книг. И не людей. Ну, приблизительно, по вашим оценкам. Ну, думаю, достаточно. Весьма, вполне. Вам количество нужно сказать? Ну, приблизительно. Мне интересно, сколько людей сегодня ушли отсюда с книгами. Ну вот ушло 10 комплектов истории крымских татар, по 4 книги каждый. Да. Это 40. Я... 40 книг. Это 40 книг, да. Да, Это да. только А помимо них? одного вида. А помимо них ушли еще вот вот это таких всё вот ушло. штук 30-20, наверное. Вот таких вот еще штук 15. Короче, там надо считать и считать. Только, пожалуйста, не сдавайте нас в налоговую. Хорошо. Я очень рад. Мне безумно приятно сообщить, что люди покупают книги, несмотря на все заверения, что книга никому не нужна. Крымским татарам книга нужна. Машалла. Ну что ж, вечер памяти подошел к концу. Мы все сейчас спускаемся вниз, чтобы посмотреть грандиозный концерт, который подготовил сегодня Харадинес Продакшн, Ненкиджан и банкетный салон Ешеляда. Но для начала хочу пообщаться с Хатидже Кандым, с дочкой Юнуса Кандыма, которому посвящена сегодня наша ярмарка. 65-летию возможному его посвящена ярмарка. Пойдемте найдем Хатидже. Арза Меметова, также сценарист этого фильма замечательного. Посмотрите, он многих довел до слез. Этот фильм по-настоящему глубокая, важная, нужная работа о выдающемся человеке нашего народа. Пойдемте пообщаемся. Арза, селям алейкум. Это сценарист фильма о Юнусе Кандеме. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о том, каким получился фильм и каково это было рассказывать историю этого выдающегося человека. Біріншіден айтмаға істейм, бөле олу көрімлі инсанлар ақында фильмлер азырламаға бізім үшін бұйық шерефтір біріншіден. Екіншіден, әлбетте бұйық месулиет. Çünkü kayırdılar ve kayırdı biz ama biz tırıştık. Kemal Hüseyin'in rejisörümüzün debütü oldu. Yani o elbette çalışayındı bizde Karadeniz Production stüdyasında birkaç levhalarda ama film üzerinde birinci sefer çalıştı ve benim için pek kolaydı onun çalışmağa çünkü o tez çalışa bizim gayelerimiz nasıl bir oldu fikirlerimiz. Aman bir oldu. Men bilesem film öyle bir samimi oldu. Vesikalı film deyip aynalmam. Çünkü o nasıl diyeyim, как video esse gibi oldu. Ama biz tırıştık insanlar beğenseler biz de kullanamız. İnsanlar pek beğendiler. Ben gördüm. Я так предполагаю, что это все родственники Юнуса Кандыма. С некоторыми из них мы общались сегодня. Хатидже, как вам фильм? Фильм, у меня нет слов. Я думаю, весь фильм плакала. Я не знаю, как это объяснить. Фильм я видела впервые здесь. На показе мне не показывали его до этого. Мне очень понравилось. Как по-вашему, фильм удался? Вы им довольны? Да, абсолютно. Я очень довольна фильмом. И я не имела никаких ожиданий, как это вообще все будет в конце, в конечном итоге. Но работая с командой,
с Арзе, с Кемалом, с операторами, Джиханом, Рустемом, я всех их запомнила, я понимала, что что-то готовится очень крутое. Ну, то есть в плане того, что настолько детально было проработано все, биография, моменты с интервью, то есть кому пойти, с кем поговорить. И, конечно же, ничего бы не было без этих людей, которые делились своими воспоминаниями, которые делились güzel sözlerle anlatan benim babamla. Çünkü gerçekten de bu nasıl айтайım intervyular benim için kıymetliydi. Ve onun için ben belesem bu film gerçekten de yaxşı oldu. Çünkü o samimi duygularla yapılgan ve herkes hem Arzu hem Kemal hem diğer dostlarımız onlar gerçekten de bu işe gerçekten korunuyor ciddi işine ciddi yanaşanlar ve istidatları pek korunuyor. Ve elbette ben pek heyecanlandım çünkü ben özümde böyle bir main role olarak Вы очень классно справились. Супер. Allah'a şükür. Sağ olun. Ну что, Дуслар, все самые важные слова были сказаны, все самые нужные интервью были взяты. Вечер наш здесь подошел к концу. Мы двигаем вниз на концерт. Поехали. Дуслар, мы внизу. Сцена готова почти. Операторы наши готовы тоже почти. Ждем начала концерта. Людей море. Посмотрите, какая красивая сцена у нас. Супер. Проекция у нас на здании Ишеляда. Выглядит все очень красиво. Ну, она тоже будет платить Асанбей Усинов. Алимбей Аблаев. Машалла. Как вам вечер памяти? Аллаға шүкір, çok sağ ol. Біріншіден сана сağ ol. Бұл бір постановка еді. Юнус Қандымның комедия тарafından bir eser gösterdiniz bizge, sağ olunuz. Çok sağ olun sizge Hasan Bey. Pek yaxşı alып Ayşe bardınız. Mustafa'yla beraber. Doğru mu? Pempe aytmayı istedim ama bugün başka şekilde, başka tarafından. Пимпе de başka şekilde. А здесь у нас очень интересный человек. Наверное, больше половины треков сегодня на ярмарке прозвучит благодаря вот этому человеку, Осман Джамдин. Салям алейкум. Алейкум салям. Как ты, бро? Аллаха шкур. Хорошо. Машалла. Саунс. Какой трек жаждешь сегодня увидеть больше всего? Много работ. Так. Сиран 762, Фатма Джапар, Диляра Тюканджи, Да. премьера Эльвины Бибишевой, Эльвины Юлдашевой. Ну и достаточно много крутых работ других исполнителей. Будем ждать. Хочу сказать огромный сагул тебе, потому что коллаборации вот с Сираном, с Дилярой, с Фатмой просто взорвали, как по мне, сейчас наше медиапространство. Чох сагул, это Осман Джамдин. Саунс. Будем стараться и дальше радовать творчеством. Чох сагул, Курушкенди. Двигаемся дальше. Салям алейкум. Нариман Аметов, актер театра и кино. У нас сегодня здесь. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями в двух словах. Потрясающе. Все великолепно и масштабно. Машалла. Не, ну серьезно. Серьезно, великолепно. Посмотрите, сколько людей здесь. Много, посмотрите, какой масштаб. Да. Посмотрите, какой уровень. Сцена, камеры, экраны, эмоции просто зашкаливают. Машалла. Артагуролса. Саул, Скорушкенти. Саул. Двигаемся дальше. У нас здесь возле мини-сцены, возле экрана, который поставили на улице, тоже собралось достаточно много людей. Я не знаю, они в курсе, что как бы трансляция идет оттуда? Может, скажем им, может, они думают, что это просто экран здесь стоит? Достар, если что, сцена там. Как-то так. Эльзара Ханум Ислямова. Да. Ну как вам дневная часть, так скажем, нашего мероприятия? Еще не вечер, да? Да. Ну, все хорошо, все пошло по плану, Лагашкур. Людей пришло много. Очень. Мы поняли, что мы смогли, как говорится, достучаться до сердец, до сознания, что это так важно, что это необходимо, и что мы должны быть в такие праздники максимально вместе и понимать, для чего нам это все нужно. Да. Чох сагулус, и теперь ждем вечернюю часть. У нас открывается вечерний концерт, также с гимна ярмарки, который мы уже слышали утром.
Но посмотрите, как это звучит и выглядит по-другому уже на вечернем концерте. Пойдем. Ой, пошла. Идем, пробьемся чуть-чуть. Людей. Шире. Грандиозный наш концерт тоже начался. Открыли его потрясающие песни имени Мустафаева. Шилям и ансамбль Фелис, ансамбль Арикет, потрясающие аранжировки Энвера Кайшева. Ну а мы теперь идем к гримерку, там пообщаемся с нашими звездами. Поехали. А вот снова Арсен Ага Бекиров в таком наряде интересном. Арсен Ага, что будете исполнять сегодня? Песню? Какую? Ну, смотри, там получилось так, что по клипу такой чуть-чуть у всех осадок получился, как будто я парня вот там, если клип мой посмотреть еще раз, как будто бы, да, как будто я вот молодого парня, ну, как бы... Оскорбили чуть-чуть. Да, типа завтра подойдешь, да. И мы вот решили закончить эту историю любви, что у них все, действительно все хорошо в конце. И что Арсен Ага, он как Купидон, он соединяет сердца, а не разъединяет. Круто, круто. Сегодня я Кудрый мальчик. Купидон. Да. Воу, Арсен Ага Бекиров, саунд. Посмотрим. Двигаемся дальше. Физе Ханым Кассара. Да. Селям Алиев. Ну, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от ярмарки. Вы с новой песней тоже сегодня выступаете? Вау! Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Ой, ну что это, грандиозное такое событие, волнительно очень. Даже эти... С вашим опытом? Нет, это всегда волнительно, потому что это масштабное такое мероприятие. Bütün dünyaya yayla desem, это правда. Поэтому yanlış olmaz. Onun için bütün dünya baxa, мы ответственны, как бы показать лицо нашего народа. Kitaplarımız çıxa, ballarımız öse, gruppalarımız, oyun yıllarımız. Onun için kulturamız devam etsin inşallah. Kitaplarımız yazılsın ve yaşasın bizim halkımız. Я тут увидел несколько интересных людей. Один из них мой друг. Пойдем, пообщаемся с ним. Вот он. Это Мамед Хархара. Я его уже днем сегодня видел. А вот он на вечерний концерт пришел. Селям, Мамед. Сон, как дуйгулар? Все хорошо. Сау. Верши яхша. Как тебе ярмарка сегодняшняя? Супер. Как может быть? Да? Да. Ну как-то может быть. Даже, знаешь, превзошла все ожидания. Ну как, масштабно, круто, как всегда. Не, ну серьезно. Честно, очень понравилось. Супер. Да, дети счастливы, ну и взрослые, я думаю, тоже. Вообще круто. Это самое главное. Машаллах. Мы слышали, у вас новая песня сегодня. Да. В несколько новом формате для вас. Да, правда? Абсолютно. В новом. Расскажите чуть-чуть. Ой. Как возникла идея, почему на такой Песня шаг родилась пошли? Совершенно случайно. Моя жена Эмине пришла, накидала несколько строк, попросила помощи, ну как-то и пошло. Да, музыку напела, слова накидала. Я второй куплет Бекиру показали, Дедловскому. Ну, он, конечно, это все аранжировал, но вот так вот, в принципе, и родилась. Супер. Тогда ждем ваш номер, который можно будет посмотреть в расширенной версии нашего концерта на канале Кремен Татарс Клаб. Сегодня будет что-то новое. Нет, супер, прикольно. Это так и останется? Да. Да. Это очень интересно. Сегодня я вообще другой формат. Как бы ты себя описала, этот другой формат? Стилизованный формат, на самом деле, крымско-татарская наша песня про родину, про Крым, но что-то новое, современная обработка, и я буду
в таком дерзком стиле. Да. Дерзко о родине сегодня, Эльвина Юлдашева. Посмотрим. Чок сау. Всё, сау. Теляра ханом, селям алейкум. Я сегодня видел вас на саундчеке. Мне мне на самом деле очень понравилось. Такой очень прикольный, интересный формат. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о ярмарке. Я сегодня в первый раз здесь вообще на таком большом мероприятии. У меня сегодня дебют. Это прекрасно, эмоции невероятные, просто переполняют. Одновременно и переживания, но до таких крутых выступлений, мне кажется, это шикарно, просто уровень, вау. Как ваша песня называется? Песня называется «Хайтмам». Хайтмам. В каком она жанре? Рок, попса, вот что-то, да, что-то смешанное. Альтернативный рок. Наверное, скорее всего, да. Ну, надеюсь, людям понравится. Я думаю, понравится, потому что песня очень крутая. Эльвина ханом, салям алейкум. Расскажите, пожалуйста, я слышал, у вас тоже сегодня премьера, да? Правда? Да. Как называется песня? Сенычун. На самом деле эта песня у меня уже была. Она очень любима публикой, но она в медленной композиции. И я решила ее немножко осовременить, и мы записали ремикс. Наряд у вас очень интересный. Сағылыңыз. Нас ждет что-то необычное? Ну, мы старались, посмотрим, что из этого получилось. Я думаю, будет что-то очень интересное. Сағылың. Как вам впечатление от ярмарки? Ну, как всегда, впечатляюще, грандиозно все, с широкой ногой, класс, супер, машалла. Супер. Побольше Чок сағыл. таких мероприятий. Сау. Ого, это же потрясающая Севиля Картака. Посмотрите на это платье, оно все еще идет. Севиля уже спустилась, а платья еще нет. Как впечатление от сегодняшней ярмарки? Супер, Алим! Просто смотри, какие артисты, смотри, какие премьеры шикарные. Сколько людей! А людей сколько? Весь Крым! Супер! Сулейман Бей, как вам? Салам алейкум. На самом деле, настылды айтайым. Okay, first of all, I'd like to thank all the people who make this wonderful presentation and all about books. Екіншіден, бүтін тешкил еткен адамларға өз тешеккүрлерімізді білдіреміз ве епіңіздің бұл жерге давет етеміз. И в-третьих, je m'introduis, je la porte qu'est-ce que c'est? Salut, сами себе ведикуты, Сулейман Умеров, Севиля Картакаева. Воу! Ну что, Достар, наш концерт продолжается. Там сейчас выступает Шервер Ага Какура, а после него будут выступать ансамбль «Рекет» Джемиль Аблаев и Зарина Зинединова. У них очень интересный номер. Пойдем посмотрим на него поближе. Салям алейкум. Как вам концерт? Великолепно. Великолепно? Конечно. Супер. А как вам концерт? Бек яхшы, машалла, бек мерахлы. Çok sağ olunuz. En sevimli artistiniz var mı? Eşitmedim. En sevimli artistiniz var mı? Hepsilerini seviyorum. Bir-birinden yaxşılar. Maşallah ballar. Maşallah, çok sağ olun. Салям алейкум. Как вам концерт? Pek beğendim. Какие-то новые номера увидели? Новые номера какие-то? Новые номера какие-то для себя открыли, новых артистов? Но я все-таки, мой любимый артист, наверное, Дилбер Усманов. За классику. Ничего себе, такой юной девушки такой вот выбор любимого артиста. Машалла. Эмоции? Пожелания, давайте пожелания. Эмоции прекрасные, концерт замечательный, встретить можно кого угодно, и родственников, и соседей, и друзей. Это вообще очень круто. Мне нравится, атмосфера вообще суперская. Нет, только Том Круз будет. Только. Том Круз будет? Да. И он тоже будет. Да. Тоже будет? Ну, Супругой если будет? только с Джулией Робертс. Да. А так мы только ради этого пришли. Площадку можно было бы увеличить, потому что реально негде встать. Я смотрю, там люди с того дома еще смотрят с подоконника. Что-то мы не ожидали, честно говоря, что так. Реально не жестко. ожидали? Ну это классно. На самом Так деле будет масштабно. это говорит о многом. Во-первых, я пока оттуда сюда дошел, я 1,5 часа шел. Но это не из-за того, что много людей. Знакомых очень много, понял? Общение в первую очередь, это круто. Красавчик.
Открою небольшой секрет, у них на костюмах надписи Юнуса Кандыма, из стихов Юнуса Кандыма. Я знаю, потому что видел, как они в панике рисовали их перед концертом. Сказал бы сразу, что с микрофоном я тебя дергаю, поставил. Ну круто. Ты уверен, что ты самый? Покажите на камеру, что у вас там. А это видно? Мне вот это красиво. О, вот так вот. О чем ваш номер в 2 словах? А мы никогда не говорим, о чем наш номер. А, точно, да, я совсем забыл. Хорошо, Можем лишь сказать, что это не просто буквы, это строчки из стихотворения Юнуса Кандыма, который нарисовал нам. Осман Битулаев. Написал. Машалла. Добро. Салам. Добро. Салам. Осман Битулаев записал? Да, записал. Великий. Да. Художник. Да. Как вам впечатление от ярмарки? О, супер! Я очень переживала, потому что это наш дебют был сегодня. Вообще весь концерт насыщен. Этого номера дебют. Номера. Да. Весь концерт насыщен крутыми классными номерами, новыми лицами, классным суперским вокалом. Мне очень Она понравилось. готовилась, все понятно. Опять готовилась? Да. Ты написала сценарий, сидела, учила Вот сюда его. надо было написать. Я, говорит, 6:30 легла спать. Вот что она делала до Я 6:30. готовила, я знала, что он подойдет. Çok sağ olunuz. Не передалось? Нету? Не, к сожалению, нет. Джемиль, телефон. Sağ olunuz, Корушкенти. Выступление Эльвины Юлдашевой. Она нам обещала что-то дерзкое. Давайте посмотрим, что она там приготовила. Селям алейкум. Как вам концерт? Как вам концерт? Aru ne güzel yaxşı ne diyemiz. Buna böyle toplaşırlar milletimizin toplay, birleşi. Allah sağlıklar versin bu toplanan, iştirak etken adamlara Allah sağlık versin. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Селям алейкум. Как вам концерт? Очень хорошо. Отлично. Нормально? Как вам ярмарка сегодняшняя? Тоже шикарная. Да. Вам очень понравилось? Да, очень. Yaxşı, çok sağ olun. Еще. Ждете следующую уже? Следующая будет Ахмеджит Базар. Туда тоже приходите. Sağ olun. Селям алейкум. Как вам концерт? Отлично. У нас тут типа влог. Селям алейкум, Самида Ханум. Как вам впечатление от ярмарки? Мне очень нравится. Я купила книгу. Вот, машалла. Я хочу, чтобы мои племянники были приобщены максимально, чтобы говорили на нашем языке. Я сама его сейчас учу. Я тоже. По книгам и по песням. Я считаю, что здесь проделана очень большая работа. Я всегда восхищаюсь той работой, которую вы делаете. Благодарю вас за это. Нам очень нужны такие люди, как вы, нашему народу. И несмотря на вот это все, я верю в наше светлое будущее, что оно у нас будет, что все у нас будет классно. Вот это слова, вау. Çok sağ olun, sağ olun. Ну вот и подошел к концу этот длинный, насыщенный, суперинтересный день. 6-я крымско-татарская книжная ярмарка. Харапинес Продакшн, Ненкиджан, Ешиляда. Увидимся с вами в следующем году на 7-й крымско-татарской книжной ярмарке.
Ребята,